именно политической области военно-политического характера. Да, мы себе имеемся. Да. Так. И вот самое последнее, что заметил, раз мы ориентируемся на политический конгресс народов России, съезд которого состоится в днях. У нас Так, дорогие друзья, приветствуем вас всех. Спасибо, кто откликнулся на наше приглашение. У нас идет прямой эфир. Сейчас я скину ссылку в группу. Айрат, разместишь? Да. Ну, у нас круглый стол посвящен проблеме федерализма, его проблемы и перспективы. Мы находимся в городе Москве. Место любезно предоставил фонд Эльбрусоид, за что им выражаем спасибо. Вот. И в нашем круглом столе участвуют представители разных республик: Татарстана, делегация из Башкортостана, из Якутии, собственно, Москвы, Кабардино-Балкарии, Черкесии, Самарской области представители чувашских национальных организаций, вот, деятели общественные местные, нагайские, кумыкские представители. Да. То есть, в принципе, представлен разный спектр национальных организаций Российской Федерации, которые занимаются проблемами сохранения и развития национальной идентичности, в частности, языков. Ну и, конечно, вопрос, который многих из нас волнует, это вопрос федерализма. Не секрет, что в последнее время идет сильнейший накат на федеративные основы Российской Федерации, на ее конституционные нормы, и много различных публичных политиков, деятелей, которые призывают пересмотреть эти основы, призывают ликвидировать республики национальные, вообще изменить правовой и конституционный строй. Понятно, что эти силы, как мы считаем, они деструктивны, потому что это мимо замедленного действия. Чрезмерная унитаризация, мы из истории знаем, привела в течение века к разрушениям страны два раза, в 17 и 92 годах. То есть эти люди фактически занимаются тем, что способствует фактически деградации государственных институтов и развалу страны, хотя считают, что сторонники федерализации, наоборот, занимаются сепаратистскими действиями. Но это не так. Я напомню, что еще 200 лет назад известный декабрист Никита Муравьев, который был сторонником конституционной монархии,
Он выступал за федерализацию страны, еще тогда он говорил, что страна может развиваться только в условиях, когда различные территории будут представлены в органах власти и будут развиваться с учетом их особенностей. Это как бы вот краткое мое вступление. Значит, проблемы, которые у нас будут сегодня подниматься, касаются и экономического, межбюджетного федерализма, конституционных основ федерализма, культурного федерализма. Но я думаю, что мы заслушаем основные доклады, которые сегодня прозвучат, а потом обменяемся мнениями, примем резолюцию к органам власти и управления. Ну, я забыл представиться, меня зовут Айсин Руслан, я из города Казани, политолог. Моим соведущим должен был быть общественный деятель Максим Шевченко, но он не смог приехать, потому что нужно было ехать в командировку. Поэтому я предлагаю начать, если кто-то будет у нас подходить, я думаю, присоединиться, так как означенное время основные люди подошли. Я бы попросил первым выступить с докладом Ивана Ивановича Шамаева из Якутии. Он представляет Саха общественный центр, был до недавнего времени депутатом законодательного собрания, директор Якутского математического лицея, человек очень известный, многие годы отстаивающий интересы федерализма и вот, национально-территориального устройства. Его доклад будет посвящен проблеме конституционных судов территорий уставов, то есть я вводные исследования. То есть сейчас, помимо того, что идут накаты на федерализм как на принцип, еще на институты и на символы республик, национальных территорий, в том числе вот на конституционные суды, и Иван Иванович вот как раз по этому поводу. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники. Ну, наверное, не будем говорить доклад, это у нас сегодня круглый стол. Я думаю, что мы должны начать сразу, так сказать, разговаривать, да? Обсуждать, обмениваться мнениями. Ну и, в общем-то, мы не все друг с другом знакомы, и поэтому по ходу, наверное, будем и знакомиться. Считаю, что это очень важное дело. Да? Знать друг друга и, в общем, значит, содействовать, вместе работать и так далее. Так, ну, сейчас вот рассказывать всю историю значит, нашего федерализма, наверное, не стоит. Я просто остановлюсь на нескольких моментах. Вот. Хотя можно выделить много всяких разных, так сказать, моментов и ситуаций. Так, помните, вот в начале 2000-х сначала значит, была объявлена регламентация парламента, ну, по количеству депутатов. Так? Ну, я помню, если не ошибаюсь, Татарстана было больше 100, а стало, в общем-то, меньше 100. Так? Да, 100 у нас. Да, но было больше. Было 120. Да. И эта регламентация, значит, вот, ну, привела к этому. Ну, казалось, что это все было, так сказать, безболезненно, и ничего такого страшного за этим не усматривали. Да? Потом постепенно, значит, отношение к слову республика стала уже другой. Вот, я следил за этим, вообще-то говоря, так? Перестали, вообще-то говоря, использовать в официальных, так сказать, вот, документах. И самое главное, вот в 2012 году, когда была принята стратегия государственной национальной политики, так, там этого слова не было. Потом оно появилось только в связи с Республикой Крым.
Понятно, да? Вот. Поэтому в одном месте вот слово «республика» в таком документе, значительном, важном документе, как стратегия государственной национальной политики, вот фактически это слово отсутствует. Ну и, значит, в 18 году, в начале 18 года и в конце того же 18 года перестали существовать конституционные суды Бурятии и Тувы. Вы помните это? Да? Казалось бы, это произошло как бы вот по воле, так сказать, депутатов самой Бурятии и Тувы и так далее. Да? Ну, я по Бурятии некий анализ я писал в статье. Так, там это не так, это можно проследить. Бурятские депутаты отстаивали Конституционный суд своей республики, но в конце концов 24 марта их дожали. Да? Ну, там, знаете, вот можно разные гипотезы делать, так? Но очень вскоре после этого Бурятию включили в Дальневосточный округ. Помните вот этот факт? Да. Да. И, например, вот я смею, так сказать, высказать свою гипотезу о том, что, видимо, вот этот фактор повлиял на быстрое решение вот, по поводу Конституционного суда Бурятии. Если бы Конституционный суд Бурятии существовал, ну, значит, появился, так, и в 2018 году его должны были восстановить, вот как раз в марте, так, а он как раз вот 24 марта перестал существовать. Если бы он действительно появился и действовал бы, то он мог бы принять решение по поводу вот этого, так, и с последующими, так сказать, отсюда с последствиями, так? Вот. Ну, теперь, значит, можно сказать еще и про Туву, но в Туве там трудно проследить, что произошло, просто вдруг, значит, 17 декабря выступает, значит, глава республики, так, что не надо иметь вот такой институт. Потом 26 декабря перестает существовать, он уже за это голосуют вот, депутаты. Там у них, значит, около 30 депутатов, и они, так сказать, никто не возражает, и значит, Конституционный суд Тувы перестает существовать. И поэтому вот эта тенденция, она может развиваться дальше. Это, я думаю, понятно всем. И, значит, далее, последний пример, это вот принятие закона о добровольности обучения родному языку. Ну, это вы знаете. Борьба эта началась в 2007 году. Так. Это в декабре, опять же, значит, был, значит, подписан указ президента России о том, что вот перестает действовать государственный, как там назывался, национальная региональная компонента в законе об образовании. Вот, значит, такой уровень, так сказать, был действий. И вот это завершилось, можно сказать, вот в прошлом году, летом, принятием вот этого закона о добровольности. И этим самым совершенно понятно, что нанесен огромный удар государственному статусу языков республики. Это всем понятно. Ну и вы знаете, вот только вот из-за этого здесь, в общем-то, в прошлом году собрались представители республик, не только республик, и вот прошло первое такое собрание общественности всей Федерации России, которое приняло какие-то меры. Ну, я считаю, что то, что мы тогда собрались, это имело положительные последствия, и этот закон в какой-то мере был, так сказать, ну, смягчен, можно сказать, в нашу пользу. Теперь, значит, вот далее.
вы знаете, вот в 2011 году, вот после того, как произошел 2007 год, и этот указ Путина, значит, чувашская общественность собрала, значит, представителей республик на обсуждение вот этого принятия этого закона и то есть вот указа президента. Вот, и значит, мы обсуждали о том, как быть в этом случае. И в том, так сказать, сборе, вот, когда вот мы собрались, там было достаточно много представителей разных республик, было предложение. Давайте мы организуем какое-то вот такое вот, значит, общественную организацию или общественное движение в защиту хотя бы наших родных языков, ну и, вообще-то говоря, федеративного устройства. Так? И знаете, у нас это не получилось вот тогда, в 2011 году. Я предположу, так, что если бы мы тогда сумели быть на высоте и сумели бы тогда объединиться, то, возможно, и этот закон, вот, прошлогодний закон о добровольности изучения, он мог бы и не появиться. Вот я, как человек, который довольно долго работает как общественник, могу сказать, что действительно, вот когда люди начинают вместе думать, собираться, то у них что-то получается. И то, что мы хотя бы вот с таким большим опозданием в прошлом 2018 году, в 2018 году сумели организовать Демократический конгресс народов России, это, я считаю, положительным шагом. Но сейчас, вот сегодня речь идет о другом. Значит, мы должны думать о расширении движения, в данном случае по демократическому устройству. Так? Вот это должно быть, значит, здесь должны быть представлены, конечно, не только республики. Важно, чтобы участвовали и другие субъекты, значит, области, края и автономные значит, округи и автономные области. Так? Вот. Потому что то, что сейчас это происходит, вот сейчас вот мы тоже слышали, как вот разговаривали значит, в Адыгее, да? В Адыгее. Там тоже этот вопрос усматривается, значит, межбюджетные отношения между федеральным центром и регионом. Это очень важная вещь, и это, естественно, бьет и по областям, и по краям. Это естественно так. Вот. Теперь далее, вот это, значит, такое движение. Вот в прошлый раз, когда вот мы в 2018 году, 21 мая собирались, так, было просто высказано пожелание, потом вот в ходе разговора, в ходе нашего обсуждения появилось конкретное название, назвать это, допустим, Конгрессом народов, так, Демократическим конгрессом народов. Вот я надеюсь, что сегодня, в нашем сегодняшнем разговоре, может быть, нам удастся еще и нащупать, вот, какое должно быть вот такое движение, широкое, общероссийское движение, так, которое должно было бы защищать федеративные устои нашей страны. Действительно, наша страна очень сложная страна. Она не имеет, я думаю, аналогов, так? Вот. Но смотрите, насколько мы хорошо понимаем ее, нашу страну, мы. Вот. Это первое. Второе. Насколько мы знаем, вот, как продвинулись другие страны, другие государства. Мы знаем, что многие цивилизованные государства, развитые государства, они являются федеративными. Так ведь? Вот. Времена меняются, меняется и, естественно, Россия, и мы должны быть, как бы так сказать, вот, ну, знать и понимать, изучать и передавать друг другу вот эти знания. Что мы знаем о субъектах, о самом себе, вот что происходит, допустим, там в Бурятии,
Ну, я мог бы в прошлом году мог рассказать, что вот в Бурятии, например, есть удивительное движение за родной язык. Так? Это я просто для того, чтобы показать, что мы все-таки плохо знаем друг друга. И поэтому вот это объединение, если у нас возникнет вот это движение, оно очень будет важным для нас. И, например, вот я знаю, что буряты вот один из тех народов, которые потеряли язык очень, очень сильно. Так? Но с другой стороны, у них началось совершенно осознанное движение за свой родной язык. Так? И там вот это, вот, мы должны это вот изучить, и я думаю, можно перенять. Ну, а если мы перейдем на международный опыт, то вы, наверное, все знаете, как уэльцы восстановили полностью значит, язык, который вообще исчез. Так? А то, что вот наши языки, перед нашими языками стоит угроза исчезновения, ну, это мы же знаем все, так? Многие так, у многих народов это такая ситуация есть. И вот хотелось бы, чтобы действительно появилось такое движение, так? Но это движение еще должно активно работать с партиями, со всеми партиями, которые считают республики, вот, федеративное устройство и так далее, страны считают вот нормальным, что вот, ну, воспринимают это. Я знаю, что была партия, республиканская партия России, Рыжкова, ее нет. Да, я уже, да, понял. Спасибо. Так, вот. Ну и в этой партии есть конкретно значит, выражение. Мы признаем республики должны существовать и развиваться. Ну вот, что я хотел сказать, так, вот. И надо работать вот, со всеми партиями, со всеми деятелями, общественными деятелями, которые значит, вот, поддерживают и стоят за федеративное устройство Российской Федерации. Ну, вы знаете, можно было много говорить, как, но я думаю, что можно вернуться, так сказать, пока я думаю на этом завершить. Спасибо, Иван Иванович, за интересный доклад. Я бы попросил, значит, выступающих говорить чуть погромче, насколько это позволяет голосовые связки, потому что у нас идет прямой эфир, и люди просят, чтобы говорили погромче. Да. Значит, я бы предоставил сейчас слово Руслану Габазову, представляет организацию Башкорт из Башкортостана, соответственно. Я напомню, что у нас 100-летие федерализма. Это очень важная дата. Кстати говоря, мы приурочили наш круглый стол в том числе и к этой дате. К сожалению, в российском общественно-политическом информационном поле это важная дата, это важный веха в государственном устройстве, в истории государственности Российской Федерации замалчивается. Ну вот Башкортостан первый отметил 100-летие совсем недавно, в прошлом месяце, да? Или в этой? 17 марта отметили. Да, значит, это было большое празднование, там представители разных республик присутствовали, президент Татарстана, Татарстан тоже участвовал. Ну, то есть Башкортостан первый в этом плане, флагман, один из флагманов федерализма, поэтому предоставляем слово Руслану Габазову. Его тема посвящена проблеме федерализма как такового. Добрый день, дорогие участники круглого стола. Я представляю Башкирскую общественную организацию Башкорт. У нас приехала целая делегация, то есть 5 человек. Действительно, проблема федерализма на сегодняшний день стоит остро. И вот такой вот небольшой доклад от нашей организации, выступление, и есть небольшие предложения Башкирской общественной организации Башкорт. Башкирская общественная организация Башкорт была организована в 2014 году и на сегодняшний день является самой крупной, независимой и активной общественной организацией республики.
защищающий права и законные интересы республикообразующего башкирского народа. Республика Башкортостан являлась инициатором создания Российского федеративного государства и является первой автономной республикой в составе РСФСР. За последние десятилетия мы, анализируя развитие российской государственности, воочию наблюдаем, как правящие круги России без всякого стеснения, без всяких сдержек открыто нарушают принципы федерализма. Федеральные чиновники, игнорируя эти общеизвестные факты, как будто не замечают, что федеративное устройство прописано в Конституции государства. Это проявляется во всех областях: в экономике, социальной сфере, законодательстве, здравоохранении, правоохранительной деятельности, образовании, культуре, управлении финансами, пользовании недрами и всеми природными ресурсами кадровой политики. Субъекты федерации превращены в безропотных, бесправных исполнителей политической воли федеративного центра. Фактически у нас произошла ползущая унитаризация всей государственной жизни, сосредоточение всей власти в центре и узурпация властных полномочий центральным аппаратом, правительством РФ. Мы, жители национальных республик, фактически неуклонно лишаемся всякой возможности удовлетворять национально-культурные запросы наших народов. Испытываем ограничения преподавания родных языков, стали свидетелями массового закрытия школ, детских садиков, клубов, библиотек, ФАПов в сельской местности. В Башкортостане из-за безработицы происходит массовый отток молодежи из республики в другие регионы. В создавшихся условиях мы требуем не только соблюдения норм Конституции РФ, на которых зиждется федеративное устройство государства, но и выдвигаем идею обновления федерализма в целом, его переформатирования в соответствии с интересами и правами субъектов федерации. В связи с этим хотелось бы обнародовать следующие предложения. Первое. В Национальной Республике в составе РФ основные устои федеративного устройства страны. Именно поэтому мы требуем прекратить целенаправленные провокации некоторых политиков, призывающих так или иначе отказаться от прав народов РФ на политическое самоопределение, ликвидировав их государственность в форме национальной республики. Президент Российской Федерации как гарант Конституции должен наложить запрет на подобную агитацию как антигосударственную. Второе. Мы настойчиво призываем начать политический диалог между национальными республиками и федеральным центром в целях подготовки и подписания обновленного договора о разграничении предметов ведения и полномочий между ними. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральные власти не вправе отклонять такую инициативу субъектов Федерации. Третье. Мы заявляем категорическое несогласие с установившейся практикой назначения руководителей министерств и ведомств, относящихся к федеральным органам управления в национальных республиках, из числа чиновничьих кадров, не проживающих ранее в этих республиках и не имеющих никакого отношения к ним. Мы воспринимаем это как факт проявления неуважения и недоверия местным специалистам, независимо от их национальности. Такая порочная практика должна быть прекращена. Четвертое. Сегодня все недры, природные ресурсы и добываемые полезные ископаемые являются федеральной собственностью. Субъекты федерации получают от их хозяйственного использования и добычи весьма малую долю средств, взамен подвергаясь экологическому неблагополучию, отравлению земель и водных ресурсов в катастрофических масштабах. Примером является продолжающее горение сернистых руд под городом Сибаем в республике Башкортостан. Это возникло из-за того, что лицензия на разработку природных ресурсов выдается без согласования и без учета интересов местных властей и местного населения. Также яркий тому пример выдачи лицензии на разведку Шихана-Куштау, против которого активно выступает все население республики. Исходя из вышеуказанного, мы требуем законодательного установления природной ренты для пользования недрами и ресурсами всех форм собственности, полностью перечисляемые в местные бюджеты регионов. Пятое. Мы считаем, что принятие и реализация законодательной нормы о преподавании родных языков и государственных языков национальных республик по заявлениям родителей, резкое сокращение часов на их изучение в учебных планах школ ущемляет право граждан на свободное изучение родных языков. Эта норма должна быть отменена как противоречащая интересам народов Российской Федерации и усиливающая риск их полного исчезновения. Шестое. Считаем целесообразным на базе Конгресса демократических народов России, учреждение федеральной политической партии российского федерализма в целях создания общероссийского объединения федералистов, получения новых возможностей для реализации идей обновления федерализма в России на общегосударственном уровне. В заключение мы хотим отметить, что в последнее время все громче звучат призывы к ликвидации национальных республик. Однако мы хотим твердо заявить, что ликвидация национальных республик приведет к ликвидации самой российской государственности как таковой и к полному развалу страны. Именно поэтому
Мы предлагаем рассмотреть все 6 пунктов наших предложений и внести их в резолюцию. Такой доклад. Хорошо, спасибо, Руслан. Обязательно учтем. У нас есть проект резолюции. Можно вносить туда свои коррективы, предложения, изменения. Они вот есть у вас на руках. Я бы предоставил слово Ильясу Витыреву. Вас не было в начале. Я поблагодарил вас и фонд Эльбрусоид, который откликнулся на нашу просьбу провести этот важный круглый стол. Вот, и просим вас, если у вас есть что сказать. Я приветствую вас. Я директор, президент фонда Эльбрусоид. И с самого начала этого движения, около 2 лет назад, насколько я помню, я старался тоже быть и участвовать на этих мероприятиях. Несмотря на то, что, может быть, не всегда удается вносить конкретные предложения, все то, что беспокоит нас, все это прописывается вами. Спасибо вам за это, всем присутствующим. И сейчас доклад, да, из Башкирии, да, тоже очень содержательный. Есть вещи, которые волнуют большинство народов России. Мы готовы поддерживать и дальше. Чем сможем, будем помогать. Пожалуйста. Пока вот этой площадкой. Спасибо, Ильяс Фанде. Мы утверждаем, что мы за укрепление конституционных основ, за укрепление российской государственности и укрепление ее в рамках тех норм и обязательств, которые приняты и которые прописаны в законах и в Конституции. Но, к сожалению, эти нормы не выполняются. Это не только касается политических секторов взаимоотношений федерального центра и регионов, но и экономический федерализм. Мы видим, что значит, Руслан подчеркнул это, что выкачиваются и недра, забираются налоги из регионов. И если несколько лет назад регионы, которые могли себя обеспечивать, исчислялись 2 десятками, то таких регионов сейчас, по-моему, 6 или 7. И с каждым годом этих регионов становится меньше. Они становятся зависимыми от центра, то есть они не в состоянии даже себя прокормить, но не потому, что они бездельники, или не потому, что у них все развалено, а потому что просто федеральный центр забирает эти средства. И вот 2 года назад, например, президент Татарстана, выступая на одном экономическом форуме, сказал, что с каждым годом мы отдаем больше федеральному центру, и у нас в этом случае просто нету никакого резона развивать и растить свою экономику. Потому что у нас эти деньги не остаются, а мы отдаем, чем больше мы зарабатываем, тем больше отдаем. Ну это нонсенс вообще. Поэтому федеративные взаимоотношения, они касаются и экономических, и межбюджетных отношений. И в этой связи я бы хотел предоставить слово Айрату Файзрахманову. Он видный эксперт в вопросах федерализма, кандидат исторических наук, и его труд научный как раз касался проблемы федерализма до 2017 года. И тема его состояния межбюджетных отношений. Помимо прочего, Айрат общественный деятель, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи, город Казань. Пожалуйста. Ассаламу алейкум, добрый день, уважаемые участники круглого стола. Вот часть доклада, она у меня отображена в раздатке, которая у вас есть на руках. И я буквально, наверное, коротко все-таки обозначу основные тезисы этого доклада. Тенденции вам известны, да, дисбаланс межбюджетных отношений он сложился уже в середине 2000-х годов, и этот дисбаланс нарастает таким образом, что вот Башкортостан, например, республика Башкортостан чудесным образом из региона доноров превратилась в регион реципиент, да, регион реципиент. И виноватым взглядом субъекты смотрят в пол и говорят о том, что
да, мы вот реципиенты, но на самом деле происходит такая ситуация, что все больше и больше денег уходит в федеральный центр. Вот, например, первая тенденция – увеличивается централизация налоговых доходов на федеральном уровне, и одновременно растут расходные обязательства субъектов федерации. В консолидированном бюджете страны доля доходов регионов снизилась с 30% до 27%, а доля трат регионов, наоборот, в консолидированном бюджете возросла до 33% с 29%. При этом федеральный бюджет только в 2019 году вырос на 23% практически и достиг отметки 20 триллионов рублей. Вот. При этом происходит рост секретных несоциальных статей в федеральном бюджете. При этом растет профицит бюджета федерального и растет дефицит бюджетов региональных. То есть у нас федеральные бюджеты нельзя там, как раз нельзя сказать, что денег нет, да, вот расхожая фраза, мем, которая превратилась, денег нет, да. В федеральном бюджете деньги есть. И мобилизация доходов, она растет. Растет, конечно, гораздо быстрее, чем рост доходов населения, если можно так говорить, если рост доходов населения. И федеральный центр совершает налоговые маневры, которые вот в этом году привел к тому, что у нас, например, Республика Татарстан доходы с 272 миллиардов рублей опустилось до 240 миллиардов рублей. И, естественно, вырос дефицит бюджета. Ну и по другим регионам, можно сказать, схожая пропорция соблюдается. При этом нам говорят о национальных проектах, соответственно, о раздаче неких денег из федерального центра. Но это трудно назвать раздачей денег под национальные проекты, потому что у нас уже часть средств с помощью налоговых маневров мобилизовали федеральный бюджет. Вот я как раз тезис о том, что из 25,7 триллионов рублей, 5 триллионов рублей это расходы регионов, непосредственно расходы регионов на национальные проекты. В то время как в бюджете нет денег на инфраструктуру, на экономическое развитие, все равно при этом 1/5 часть в рамках национальных проектов берут с субъектов Российской Федерации. Ну, при этом, да, еще заметим, что у нас у регионов растет количество мобилизуемых с них средств в федеральный бюджет. При этом федеральный центр правительства не может добиться мобилизации средств с госкомпаний. Да, то есть менее 50% планируемых показателей сбора средств с госкомпаний, таких как Роснефть, Газпром, Сбербанк, менее 50% собираемости с них вот запланированных средств. Конечно, они платят большие налоги в федеральный бюджет, но это не означает, что госкомпании не должны платить в полной мере, как запланировано средства в федеральный бюджет. Ну, про дотации, да, про дотации субъектам Российской Федерации говорят всегда, их очень много, да, на самом деле это не более 1 триллиона рублей. 944 миллиарда рублей заложено в бюджете, дотация регионам. Это 1/20 часть. То есть говорить о том, что кормят даже Кавказ, не приходится. Да, это небольшие на самом деле средства. Далее. Я привожу здесь, есть в докладе, обратите внимание, вот пропорции в международной практике, как складываются пропорции. То есть, по сути дела, Российская Федерация, схожие пропорции с некоторыми федеративными странами, но при этом, то есть средства, которые мобилизуются в бюджет, но при этом траты федерального центра на субъекты федерации гораздо больше. Ну вот, к примеру,
То есть это на уровне Швейцарии, Канады и США, да, то есть 10-15% федеральный бюджет тратит на регионы. Но при этом доля федеральных расходов в консолидированном бюджете в этих странах от 30 до 40%, а в России около 70%. То есть перевернутая пирамида получается. Ну и какой выход, да? Что делают регионы в этой ситуации? Это, естественно, естественные шаги, режутся бюджеты, оптимизируются расходы на муниципалитеты, на социалку, режутся и дальше сокращаются штаты и так далее. То есть это касается всех регионов, всех субъектов Российской Федерации, ну, разве что не касается, наверное, Москвы, чей бюджет растет неимоверными темпами, расходы их 2 триллиона 700 миллиардов рублей. Бюджетная обеспеченность более 200 тысяч рублей на человека. В богатом Татарстане, сравнительно с богатым, наша бюджетная обеспеченность на человека не более 70 тысяч на человека. Что и говорить о регионах, которые считаются бедными. Да? Ну и какой выход? То есть вот то, что я говорю, во многом построено на материалах из собственного расчета, из открытых источников. И, естественно, главный специалист в этом у нас Наталья Забаревич, профессор МГУ. Да? Все эти материалы вы можете посмотреть. Выход так называемая двухфакторная централизация, децентрализация, прошу прощения, двухфакторная децентрализация, когда и муниципалитетам, и субъектам Российской Федерации нужно оставлять, конечно же, больше доходов и возвращаться к балансу, который был в начале нулевых годов. Вот, собственно, мои тезисы. И я в завершение просто хотел, не могу не затронуть небольшую историческую ремарку, да, уже не касающуюся межбюджетных отношений. Да, вот столетие российского федерализма в 1918 году, то есть 101 уже год в этом году исполнилось. Нужно понимать, что вот тезис о том, что республики это плод труда большевиков, это в корне неверный тезис. Национальные республики сложились на основе решения национальных съездов, которые проводились в 1917 году до Октябрьской революции. Или после, буквально, да, после нескольких недель там, после Октябрьской революции. И это не коррелируемые, так скажем, решения большевиков и решения, например, Национального съезда башкирского народа о создании своей республики. Независимо от большевиков это было принято решение. И все эти национальные съезды институализировали государственность современных республик, входящих в состав Российской Федерации. И отнюдь наши республики не являются подарком большевиков, а наоборот, они были вырваны в ходе достаточно острой политической борьбы. Поэтому говорить об исторической ошибке большевиков в отношении республик не приходится. И я думаю, этот институт национальных съездов, он в будущем имеет хорошие перспективы для определения дальнейших перспектив своей государственности в составе Российской Федерации. Спасибо, Иван Шамилевич, и за историческую справку, и за хороший анализ межбюджетных отношений, проблематики этой. Действительно, вот в раздатке многие факты указаны. Это очень важно, потому что федерализм не ограничивается только разграничением предметов ведения в политической правовой плоскости. Но уже было затронуто, что у нас 3 компонента обсуждаемых вопросов сегодня. Это, собственно говоря, конституционно-правовая, политическая составляющая федерализма, вот экономическая. Айрат Шамилевич ее обозначил. И, собственно говоря, важная проблема, ее тоже Иван Иванович подчеркнул, она касается проблемы национального образования. Вы знаете, что 2 года назад, после выступления Владимира Путина относительно
преподавания родных языков в системе общего образования были приняты серьезные решения, и фактически они во многом поставили структуру национальных образований на грань вымирания. Все практически национальные республики были против этого, но федеральный центр свое додавил. Более того, этот процесс идет, то есть он не останавливается, с каждым разом какие-то новшества, реформы вводятся, в этом во всем очень тяжело разобраться, но вот один из главных специалистов по этому вопросу Марат Вазыхович Латфуллин, он старший научный сотрудник Института истории Республики Татарстан, там есть как раз сектор, который занимается вопросами национального образования. Он расскажет нам о том, что происходит, к чему все это привело, и насколько мы знаем, кто владеет информацией, есть такое понятие ФГОС, федеральные государственные образовательные стандарты, они сейчас вводятся новые, и с нового учебного года опять новое бытие, новые состояния. Вот об этом Марат Вазыхович нам расскажет, если можно. Микрофончик к нему. Уважаемые коллеги, в общем-то, я здесь представляю общество Ассоциацию Магариф, это Ассоциация работников образования Республики Татарстан. В общем-то, национальное образование – это такое общепринятое просто слово, слоган. На самом деле это есть идеологические основы федерализма, вообще федерализма. Дело в том, что после развала Российской империи было создан СССР, это федеральное образование, с целью сохранения экономического сотрудничества народов, проживающих на территории этой империи, и при этом была разрушена тюрьма народов и даны свободы народам, проживающим на этой территории. Но, к сожалению, начиная с 1937 года эти принципы федерализма начали разрушаться, прежде всего в области образования. Был введен принцип добровольности выбора языка обучения. А до этого, я вам напоминаю, с 2020 года было обязательное бесплатное образование на родном языке на территории СССР. Начиная с 1937 года был введен принцип добровольности выбора языка обучения, и было введено обязательное изучение русского языка и отменены экзамены по родному языку. То есть были нанесены решительные принципы, то есть удары по принципам федерализма. Это и есть основа федерализма. Было введено, в общем-то, было направление взято на монокультурное, моноязычное образование. И это образование дало свои плоды. Вы сами видите, что если честно говорить между нами, то большинство населения Российской Федерации, теперь уже после развала СССР, видит причину развала СССР в том, что СССР был, в общем-то, федеральным государством, федерализме и свободе народов. Но на самом-то деле СССР развалился именно из-за ограничения прав народов. Они не могли детям дать образование. Что такое образование? Образование – это на самом-то деле передача опыта человечества будущим поколениям, в том числе языка и культуры своего народа. Без системы образования это передавать невозможно. Это невозможно сделать на современном этапе жизни. Сейчас общество и производство происходит на новом качественном уровне. Натурального хозяйства нет. Знать вы дома только
своим детям передать свои навыки, опыт не сможете передать. Для этого нужна система образования, которая обобщает опыт всего человечества, чтобы можно было жить на этой земле, быть конкурентным народом. И это образование должно быть на родном языке, чтобы народ сохранился, народ жил. И это образование еще должно быть поликультурным, раз мы живем вместе. Мы должны знать языки друг друга, культуру, и это должно выражаться через систему образования. И поэтому система образования и не просто маленький частный вопрос, это и есть идеологическая основа федерализма. И поэтому я настоял, чтобы доклад был включен в этот круглый стол. Он должен быть большой частью нашей проблемы, потому что без внедрения этих идей в народ, или они выветриваются оттуда, целенаправленно выводятся, нет публичных обсуждений этих вопросов, все делается втихаря, красивыми словами, а на самом-то деле проводится разрушительная работа. Эта работа, в конце концов, даст очень серьезные последствия. Но если, грубо говоря, мы идем к войне, да, это кончится войной, в конце концов. Потому что без публичного обсуждения этих вопросов и их решения на цивилизованном уровне, эти вопросы примут дикий уровень, который недопустим. Теперь конкретно. Эти вопросы взяли новый качественный уровень перехода на монокультурное, монолингвальное образование, создание одного языка, одной культуры в рамках Российской Федерации, начиная с августа 2018 года официально. Был принят закон об образовании, были внесены на основе новых принципов. Эти принципы все антиконституционные. Первый принцип – ограничение прав граждан Российской Федерации на выбор языка обучения, изучение родных языков в среднем общем образовании. Короче говоря, теперь нельзя получать среднее образование на родном языке и изучать родной язык на уровне среднего образования. То есть 9-10 классах запрещено, 11 классах, 10-11 классах запрещено обучаться на родном языке, изучать родные языки. И это открыто в законе не говорится. Это статья 11 закона об образовании. Там написано, что обучаться на родном языке, изучать родные языки можно на основе ФГОС, и эти требования выставляются только для основного образования, то есть до 9 класса. Дошкольное образование, в детских садиках, начальное образование, основное образование. 10-11 классах в средней школе обязательное обучение на русском языке и только исключительно. И изучение только русского языка, так как у нас по закону среднее образование обязательное. Вы должны дать своим детям среднее образование по закону. Я не буду останавливаться на какие принципы международные, какие принципы Конституции это нарушает. Это нарушает много пунктов, но этот принцип был введен. И дальше был введен принцип добровольности изучения государственных языков. Это, в общем-то, является профанацией статуса государственного языка. Последствия будут такие. Это приведет к снижению конкурентоспособности отдельных категорий граждан в составе республик. Государственный статус языка является привилегией языка. Оно дано русскому языку, как государственному языку Российской Федерации, и дано государственным языкам республик в составе Российской Федерации, по Конституции Российской Федерации. И это означает обязательность его изучения. Другого нет.
это все равно вот добровольное изучение государственных языков республик сказать можно, но на самом деле означает это горький сахар или сладкая соль. Такого на свете не бывает. Это, по сути дела, отмена государственного статуса языков республик. Сказать можно, но на самом деле такого не существует на свете. Это является нарушением Конституции Российской Федерации. Более того, обязательное преподавание государственных языков республик в составе Российской Федерации в 2004 году было подтверждено Конституционным судом Российской Федерации. А по закону о Конституционном суде Российской Федерации решение Конституционного суда является окончательным и обязателен для всех государственных органов Российской Федерации, для всех органов. И законы Российской Федерации не могут противоречить Конституции Российской Федерации, и они должны быть приведены в соответствии с решением Конституционного суда. Другой принцип был введен о необходимости преподавания русского языка не только как государственного языка, но и его изучение еще в качестве родного, и некорректности преподавания государственных языков республик в рамках учебного предмета «Родные языки». Это довольно сложно выговаривается. Суть его в том, что выдвигается тезис о том, что кроме родного языка, это родной язык, это язык народа. Ну, например, русский язык – это язык русского народа, татарский язык – это язык татарского народа. Это по определению, так и в Конституции написано. Кроме того, вводится еще понятие государственного языка, какого-то отдельного учебного предмета. Но государственный язык – это статус языка. Он не меняет ни семантики языка, ни его правил, ни методик преподавания, не может быть отдельного учебного предмета. Государственный статус не может быть предметом. Вот здесь спекуляция идет на этом. Государственный статус показывает только обязательность его изучения. При этом предмет изучения не меняется никак. Например, вы русский язык изучаете как государственный, как родной. Это тот же язык. И так и написано. Если вы федеральные государственные образовательные стандарты откроете, посмотрите русский язык, вдруг написано, что русский язык, предмет русский язык изучается в качестве государственного в обязательном порядке. И все. И в федеральных государственных стандартах нет предмета государственного языка Российской Федерации. Там только есть один предмет – русский язык и литература. Все. А вот когда касается уже языков народов, вводится отдельный предмет государственный язык республик. Какой же он предмет? Он тот же язык какого-то народа, но он обладает просто статусом. Вот на этой спекуляции теперь строятся федеральные государственные стандарты на основе закона об образовании. Вводится обязательный предмет родной язык, а государственный язык республик вводится по выбору факультативом, если родители захотят и учреждение образования может преподавать. Как это понять? Это просто нонсенс. Поэтому это введение этого, даже слов я не могу назвать, как это называется, это чистые спекуляции на непонимание. Не бывает языка как родного и как государственного, один и тот же язык. Государственность – это статус языка, это не содержание, это надо понять. Потом изучение возможность выбора в качестве родного русского языка в системе образования. Да, человек может выбрать в качестве родного языка русский язык. Но русский язык как предмет уже изучается в обязательном порядке. А возможность его дополнительного изучения родных языков
нарушает добровольность и свободу выбора языка. Там принцип такой: свобода выбора языка, родного языка. Я согласен, человек может свободно выбрать родной язык. Хотя родной изучение как предметы, хотя родной язык — это язык народа, и отдельная личность его выбирать не может. Он может его изучать и не изучать. Это его право, да, может быть. Но родной язык — это язык народа, человек его не может выбрать. Он, если представитель этого народа, это его родной язык. Он может его не знать или знать. Если он по знанию родного языка или его по незнанию судит об ассимиляции народа. Например, официальную ассимиляцию татарского народа по переписи 2010 года, это последние данные, составляет 20%. Из 5 миллионов татар 1 миллион родным языком не владеет. Значит, у татар ассимиляции 20%. Я не буду останавливаться на других народах. Каждый может в переписи посмотреть, там все написано, и вычислить, какая же у них ассимиляция. Правда, эта ассимиляция неравномерная. Я, например, на примере татар могу сказать, в Татарстане ассимиляция составляет 7%. А в России в целом 27% со всеми регионами татар. Почему? Потому что в Татарстане налажено было образование, изучение родного языка всеми учащимися. Поэтому ассимиляция только 7%. Это за счет той советской политики, когда изучение родных языков было добровольным. А в регионах Российской Федерации та советская политика продолжалась даже в худшей своей форме, потому что вот сейчас, если регионов Российской Федерации взять, то только 7% детей татар изучает татарский язык в каком-то объеме, в какой-то форме в школе. И это сказывается, ассимиляция составляет 27%. Да, я завершаю. В общем, я предлагаю что? Я предлагаю в решении нашей конференции принять отдельную резолюцию по образованию и включить туда пункты такие. Итоговая аттестация среднего общего образования должно проводиться на языках народов Российской Федерации. Это сейчас итоговая аттестация проводится только исключительно на русском языке на основании приказа министра образования Российской Федерации. Это не закон, это не принцип никакой, просто министр образования издал приказ. Мы с этим приказом пытались судиться, даже на уровне Верховного суда, но Верховный суд оставил этот приказ в силе. Но все-таки мы все народы должны потребовать, чтобы, в общем-то, итоговая аттестация должна проводиться на языках народов Российской Федерации. Это основа федерализма. Это конституционное право народов Российской Федерации. Кроме того, необходимо внести изменения и дополнение федеральных законов об образовании в части обеспечения конституционного права граждан на получение среднего полного общего образования на родном языке с соответствующим кадровым и научным учебно-методическим обеспечением. Сейчас написано, что даже основное образование народы Российской Федерации имеют право получать на родном языке в пределах возможностей системы образования. Вот это издевательское дополнение в пределах возможностей системы образования должно быть исключено. Эта система образования, бесплатное обязательное образование, основана бесплатность на налогах граждан Российской Федерации. Мы все народы платим налоги, и нас лишают возможности обучать своих детей на родном языке таким маленьким добавкам в
пределах системы образования возможности. Именно система образования должна создавать возможность не только одному Богу избранному народу, а всем народам Российской Федерации. Дальше. Внесение изменений в закон о языках народов Российской Федерации в части обеспечения статуса официальных языков в РФ и государственных языков республик с обязательной публикацией федеральных нормативных правовых документов на этих языках. Это в СССР было. Если помните, все федеральные документы СССР публиковались на языках народов СССР. Сейчас этот момент исключен, а это имеет большие негативные последствия. Наши языки умирают, потому что терминология не обновляется. Новые законодательные акты мы на своих языках издавать не можем, они не издаются. Мы волей-неволей теряем свой язык. Внесение федеральной государственной образовательной стандарты в качестве ключевых образовательных компетенций в области родного языка с государственной итоговой аттестацией выпускников 9-11 классов. По этому поводу я могу сказать, федеральные государственные образовательные стандарты основаны на образовательных компетенциях, принятых Советом Европы в 2004 году. Наша страна, включая единое образовательное пространство, тоже федеральные образовательные стандарты построила на этих основных образовательных компетенциях, в отличие от других предыдущих стандартов. Но они исключили только одну компетенцию по родным языкам. А это является по всем международным основной образовательной компетенцией. То есть человеку, который не сдал экзамены по родному языку, документ образования не выдается в мире. Должно быть и в нашей стране, раз мы включились во все образовательные компетенции, то эта образовательная компетенция тоже должна быть включена. Мы должны это потребовать. Создание общеевропейской системы разработки, рецензирования, издания учебно-методических пособий на языках народов РФ. Да, теперь разрешено народам хотя бы основное образование получать на родном языке, но в пределах возможностей системы образования. Учебники не издаются, учителя не готовятся, учитесь, пожалуйста. Без учебников и учителей невозможно учиться в школе. И поэтому должна быть создана федеральная система мониторинга и подготовки этих кадров. Потому что система высшего образования, в котором готовятся кадры, является в федеральном подчинении. Республики не могут на это повлиять никак. И оно делается, это образование, высшее образование, за счет денег налогоплательщиков, которые платят все народы без исключения. Ни одному народу исключение не сделано из-за того, что им педагоги не готовятся. Налоги им не уменьшаются, как говорили, эти налоги только увеличиваются. И еще, я уже говорил, антиконституционные ограничения, введенные, это добровольность изучения государственных языков должно быть исключено. И должно быть исключение возможности изучения русского языка к дополнительному обязательному изучению еще русского языка в школе. Почему на этом я настаиваю? Потому что русский язык, система образования, обладает огромными преимуществами над другими языками народов Российской Федерации. Во-первых, по русскому языку имеется итоговая аттестация. И оно включено в системе единых государственных экзаменов. Что значит единые государственные экзамены? Они не едины не потому, что все сдают одинаковые экзамены. Они едины потому, что это является вступительными экзаменами в вузы. Это не просто выпускные экзамены школы, они вступительные экзамены в вузы. Поэтому они сейчас даже в СССР этого не было. Например, экзамен по русскому языку, если вы поступали в технические специальности, не являются конкурсными баллами. А теперь, какую вы специальность не выбрали, русский язык является конкурсным баллом. Например, вы готовитесь к математикам стать или инженерам, у вас русский язык идет профильным баллом. И при этом, естественно, возможность изучения дополнительно еще русского языка дает преимущество человеку. Естественно, человек ради карьеры вынужден выбрать
русский язык в качестве родного. И в большинстве случаев так и выбирают. А это, я вам скажу, уже антипатриотично, потому что человек вынужден продать родной язык ради карьеры, родину только спокойно продаст. Да. Он уже научен с детства к этому, с 1 класса. Все, спасибо. И если можно, чтобы не взять еще одно слово, в проект резолюции предложение можно сразу сказать? Да, конечно. Если возможно. Я в качестве участника предлагаю включить Москву, потому что из Москвы представители есть, а Москва является субъектом Российской Федерации, в отличие от других городов. Да, это субъект, не просто город и не просто столица. Самарскую область и все другие области, кроме республик, потому что там такие же проблемы существуют. И еще в конце предложений, после 6-го пункта, есть абзац, я его предлагаю в Конституцию аж перенести, потому что он там в редакционной. И добавить в общую резолюцию еще пункты. Я их написал, читая, не буду отвлекать ваше внимание, я думаю, что вот эта наша редакционная комиссия их соберет все предложения и отредактирует. Оно в духе моего выступления, формулировкой просто не отнимаю. И предлагаю еще отдельную резолюцию по системе образования, так как оно очень важно. Приложение. Да, в качестве приложения я вам передаю. Это текст написан. Да, пожалуйста, сейчас передам. Да. Пока мы ушли. Я не ушли от этой темы. Хорошо. Да, давайте, значит, коллеги, с регламентом определимся, чтобы нам было для себя удобнее работать. Вот у нас с Маратом Азыковичем завершилась основная часть круглого стола, то есть концептуальное выступление. Дальше мы перейдем к выступлениям. Если у вас есть слово против, представляйтесь. Даем 5 минут, не обессудьте, да, потому что мы сидим уже более часа. Вот. После того, как все выскажутся, мы вот примем за основу эту резолюцию. Вот такой параметр работы. Если вы согласны, то продолжим. Артем, Марат Азыкович, вопрос такой, как вы как специалист бы сформулировали в правильных там терминах, адекватных, систему, которая существовала раньше, условно, в Татарстане, когда все школьники изучали русский язык как, не знаю, государственный язык Российской Федерации, татарский язык как государственный язык Республики Татарстан. И если школьник там сам принадлежит к другому народу и живет в местах компактного проживания этого народа, ну, например, удмурты Татарстана, они изучали, и сейчас тоже изучают, слава богу, удмуртский язык. Как это в терминах вот, ну, системы образования, как нужно это сформулировать правильно? Обязательность всех как бы трех языков изучаем. То есть удмуртский как родной язык, правильно? Да. Татарский. Как государственный. И русский язык как государственный. Русский язык не только как государственный Российской Федерации. По Конституции Республики Татарстан русский язык является государственным языком республики. И они являются равноценными. Они изучаются на паритетной основе. Это существенно. По этому поводу шли. Это Конституции прописано, да, это Конституции прописано, что русский язык является государственным языком и Республики Татарстан. И они равноценные. А как назвать эту систему? Я думаю. Как нам правильно использовать формулировки, если вы говорите, что там некорректно разводить, говоря о татарском языке, там, разводить, что это как государственный язык изучается и так далее? Никак, вы понимаете, в статусе. Татарский язык в статусе государственного языка изучается всеми, да, но он является родным языком татар.
Если государственный, если родной язык, например, взять удмуртов, марийцев и других народов, которые живут в Татарстане, они проживают компактно и могут набрать классы и школы, то в этих учреждениях образования они изучают и родные языки. Они изучают родные языки в рамках ограничения государственных языков Республики Татарстан. То есть на них количество часов уменьшается. Да, вот так они изучают вместо этого свои родные языки. Но в Республике Татарстан не только изучают родные языки, они еще обучаются на родных языках. Ну, например, я вам могу сказать, единственная удмуртская гимназия, это находится в Республике Татарстан, не в Удмуртии. В Удмуртии нет. В Удмуртском, да. Ну, хорошо, спасибо. Я думаю, вопрос... А как назвать? Это... Чтобы мы вот эти формулировки адекватные везде использовали, понимаете, чтобы мы могли сказать, что... Называется моделью Республики Татарстан. Я, например, как автор полилингвальной образовательной системы назвал эту модель так: полилингвальная образовательная модель Республики Татарстан. Да, может быть, потому что оно разработано, оно действует, оно удовлетворяет всем международным нормам и Конституции Российской Федерации. Более того, эта система образования Республики Татарстан удовлетворяет принципам Хельсинского соглашения, как оно называется, малочисленных народов. Хартии, да, Европейская хартия, да, региональных языков. Мы провели анализ, международный анализ с международными организациями, и вот эта система образования полностью удовлетворяет этой системе. Мы провели это для того, когда Евросоюз проводил тут обсуждение в России по ратификации в России вот этой хартии, мы проводили анализ. Было от правительства Российской Федерации предложение, что законодательство Российской Федерации не позволяет реализовать хартию региональных языков. Но вот опыт Татарстана показал, возможно реализации при желании. И это официальное заключение было направлено и в Госдуму, и в европейские органы. Но, к сожалению, Госдума это заключение не приняла во внимание. Хорошо, спасибо, Марат Ильич. Назовите татарстанской моделью. Коллеги, все у будет кого нормально. Есть слово, пожалуйста. Да, если можно вот, с микрофонами как-то помогать. Потому что Я вам пишут, что комментаторы, которые находятся вдалеке от микрофона, их не слышно. Да, около месяца назад я был в Казани на международном фестивале мусульманского кино, и на этой площадке проходило также большое концертное мероприятие, посвященное годовщине Токая. Да. Там более часа шел концерт, очень хороший, эффектный концерт. В самом начале было произнесено буквально несколько фраз на русском языке. Весь концерт прошел на татарском. Я ничего подобного не видел даже в Алмате. На другом фестивале, на площадке, которого тоже происходили схожие мероприятия. Там 50 на 50, на русском и на казахском. В этом смысле я признателен татарским нашим братьям за то, что они сумели отстоять это право, и они это реализуют на большой сцене, где съезжаются десятки видеокамер. Многим субъектам России остается только позавидовать такой возможности Татарстана. Трехсубъектные эти республики в России не могут себе позволить ничего подобного. Все должно, естественно, проходить на русском языке. И
Я к чему это говорю? К тому, что опыт Татарстана, о котором говорит коллега, необходим для изучения. Возможно, какие-то пункты из этих разработок понадобятся, в том числе будут полезны и для других субъектов. Это, наверное, можно будет найти в интернете, да? Да. Да. И в этом смысле я вам признателен. И мы за вами, как за паровозом. Может быть, эмоциональную реплику, продолжение, буквально небольшую эмоциональную реплику. Айрат Фазрахман. Да. Дело в том, что когда мы говорим на татарском языке в Татарстане, либо на башкирском Башкирстане, или на чувашском Чувашии и так далее, иногда нам предъявляют чуть ли не претензия в каком-то сепаратизме. В чем здесь, я не могу понять, в чем здесь суть сепаратизма, когда татарин или представитель другой нации считает, ну, в первую очередь, что он татарин, а дальше россиянин. Почему должна быть какая-то иерархия, ну, я не знаю, ты должен быть на 80% россиянин и на 20% татарин. Где это прописано? Ну, и россиянин это не да, национальный гражданин. Да, и вот буквально на прошлой неделе здесь же в Москве прошла очень хорошая конференция, которую проводил фонд «Петербургская политика» и Давыдов индекс. Я в ней участвовал. Я поставил эти вопросы на конференции с участием Костина, бывшего начальника управления внутренней политики администрации президента, с участием Винограда, президента петербургской политики. Я поставил как исследовательский вопрос, может ли, где это обозначено, что должна быть какая-то иерархия идентичностей, чем мешает, что я разговариваю на татарском в Татарстане, и, соответственно, в России. Если мы не признаем, если мы признаем это сепаратизмом, да, каким-то, то, соответственно, вы не признаете, что Татарстан субъект Российской Федерации, вы не признаете, что Кабардино-Балкария субъекта Российской Федерации, если вы начинаете бороться с тамошним патриотизмом. Почему этот патриотизм, а тема конференции называлась «Региональный патриотизм», почему этот патриотизм не является частью российского патриотизма? Вы не признаете как часть российского патриотизма. И то, что мы здесь собрались, может быть, это вам словам не всем понравится, но то, что мы собрались в Москве, да, на территории федерального центра, это же тоже о многом говорит. Мы собрались в столице Российской Федерации, которая является союзом народов. И почему считать, что ты считаешь больше себя представителем какого-то народа, а потом идет российская гражданственность, это плохо. Вот такая эмоциональная реплика, я думаю, она важна, наверное, тоже здесь. Ну да, хорошо. Тезис понятен. Так, пожалуйста, коллеги, Дамир. Давайте. Дамир Мавлавиевич Исхаков, доктор исторических наук, автор очень многих трудов, монографий. Вот. Нет, наверное, у нас в татарском который бы его не знал. Активно участвовал тоже в обсуждении вопросов федерализма в 90-х, 2000-х годах. Поэтому это не просто человек-теоретик, но и активный практик. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, вот я как раз хочу начать с последней реплики Айрата Фазрахманова. На самом деле мы в очень плохом положении, потому что вот та вертикаль, которая выстроена в России, она, конечно, по своей сути антифедералистична. Мы просто пожинаем плоды. И, к величайшему сожалению, в каждой республике можете увидеть, на самом деле наши политические элиты нанизаны на эту вертикаль. И они абсолютно недееспособны. Поэтому, если будет только боковая активность самих народов, что-то можно будет спасти. А так у нас спасения нет в этом режиме. Вот я почему этот вопрос поднимаю? Перед приездом сюда я специально посмотрел стратегию государственной национальной политики Российской Федерации образца 2012 года. Еще Путин не высказывался по поводу языков, но вы можете в этой стратегии уже увидеть отрицание государственного статуса республиканских языков. Там это уже заложено, потому что это была определенная тенденция, и она постепенно реализовывалась не за один день, к сожалению. Вот я на руках параллельно держу нашу концепцию национальной политики. Она сделана как бы вот в рамках этой стратегии, подписана нашим президентом
буквально в мае месяце этого года. Это новая редакция у нас. Вы, если посмотрите, увидите, что татарстанская концепция отстаивает республиканский государственный статус республиканского языка. То есть мы входим непосредственно в противоречие в официальных документах между федеральным уровнем и республиканским уровнем. Это же реальная ситуация на самом деле. Хотя вот наши политики в прошлом году сильно прогнулись, наш парламент встал в очень плохую позу, когда вопрос о языках решался. И тем самым наши политики вообще лицо потеряли. Но, тем не менее, вот в этом документе все-таки прописана позиция республики. Я думаю, что другие республики тоже должны эти позиции прописать и сказать об этом. Ситуация на самом деле совершенно нелепая. Вот по Татарстану я могу сказать, что, может быть, предыдущие говорили уже, нашелся единственный директор школы, который судится на самом верхнем уровне Российской Федерации, отстаивая право преподавать своим ученикам татарский язык как государственный. Все другие директора побоялись, ничего не сказали. Да, это русский человек, Шмаков. Да. Но на самом деле еще операция не закончена, и мы потом получим итог, что скажет все уровни власти Российской Федерации, что скажут. Мне очень любопытно. Вот. Шмаков отстаивает Конституцию Российской Федерации, а другие законодательные акты выступают против Конституции. Потому что и это получается, что ведется антиконституционная работа в Российской Федерации. И мы об этом должны откровенно сказать. И на практике это очень приводит к очень печальным последствиям. Вот я просто хочу сказать, что сейчас где-то по Татарстану 4000 человек, не татар, изучают татарский язык. У них, в принципе, права изучать этот язык как государственный нету. И они, когда пишут заявление, родители записывают. Русский человек пишет: хочу, чтобы моя дочь изучала татарский язык как родной. Да, вот такие нелепые формы приходится применять. Нормальный человек. Да, нет, нормально русские есть. Это они хотят, чтобы их дети знали язык окружающего народа. Но сама система не позволяет этого делать. Это вот, и еще одна вот плохая сторона того, что происходит сейчас, об этом еще, может быть, даже наши официальные круги не догадываются. По мере того, как из официальной образовательной системы татарский язык вот в наших условиях выталкивается, сейчас что происходит? Начали собираться разные кружки по изучению татарского языка при мечетях. При мечетях курсы по изучению языка можно проводить, у них есть лицензии. И эта масса становится все больше и больше. Более того, сейчас, так как есть и другие нарушения, скажем, по ношению платков и так далее, пошла система, дети начали обучаться дома у себя. И родные языки изучают дома фактически. И вот я предполагаю, что если система так будет развиваться, то мы можем оказаться при совершенно новой ситуации, когда родные языки и вообще и сами народы уйдут в другие сферы. Я, например, могу предвидеть усиление исламского начала, и в том числе и в образовательной системе. Но если бы власти серьезно подумали, они бы поняли, что светское образование и религиозное – это не совсем одно и то же. А на самом деле народы вталкивают в религиозную систему образования насильственным путем. Вот из-за того, что сама политика построена совершенно неграмотно, это может привести к радикальным последствиям. Я вот специально предупреждаю, как этнолог и как культуролог по этому пункту. Я думаю, что все мы должны об этих вещах серьезно задуматься. Спасибо. Спасибо, Дамир Магомедович. Пожалуйста, Олег Горецова, представляетесь. Сейчас, извините, микрофон сначала. Коллеги, не забываем, что 5 минут. Меня зовут Рашид Исхаков, и здесь я представляю информационное агентство «Ислам Ньюс», а я еще продюсер. Я хотел сперва ответить вот на реплику эмоциональную. Я просто тоже как продюсер, как журналист, меня приглашают на различные передачи. Если молодого человека спросили, там, кто он, россиянин или
татарин, то меня спрашивают часто так: а вы россиянин или мусульманин? Вот. Это, понимаете, кто занимается журналистикой, кто занимается медиа, да, они должны понимать, кто приходит на передачи, они должны понимать, что есть некоторые журналистские, скажем так, штучки, да, провокационные и так далее. И человек, который приходит, кого спрашивает, он должен быть, ну, готов к каким-то вещам. И, ну, к сожалению, вот, что мусульмане, что татары, что представители народов, их, от того, что их мало, может быть, приглашают на телевидение, они как бы так, ну, теряются, да, там, не знаю. Так вот, меня тоже спрашивают: ты, говорит, россиянин или мусульманин? Я журналистам вот ответил так: говорю, вы меня очень узко смотрите, да, я говорю, не только мусульманин, не только россиянин, я еще татарин, я семьянин, я отец, я бизнесмен, менеджер и так далее, да. То есть показать этому журналисту, который вроде бы думает так, вот он такой крутой вопрос тебе задал, да, на самом деле показать никчемность его вопроса, никчемность его способности мыслить там, и так далее. Это я вот к чему хотел сказать. Я очень внимательно всех послушал, но как продюсер, как это, у меня вот есть такое замечание. Многие выступления, некоторые выступления, да, они исходят из оборонительной позиции. Мы защищаемся. А мне кажется, надо переходить в наступательную позицию. Да? Вот говорят там, это не конституционно, это конституционно и так далее. Я просто работаю с молодежью, да? Они вот эти принципы, понятия, сегодняшняя молодежь, она не очень понимает. Ситуация в Екатеринбурге с храмами это показала. Люди, которые выходили на улицу, это показало. Да? А молодежь, она понимает разумность и неразумность ситуации. Да? И ситуация с национальными языками, с федерализмом, это явно неразумная ситуация. Мне кажется, вот здесь надо делать больше упор вот на эти моменты. Да? Это разумно или это неразумно? Да? Какой смысл? Вот молодежь понимает вот эти вещи. И это следующее, как бы, так как мы работаем на будущее, да, на нашу молодежь, а, к сожалению, сегодняшняя молодежь, она немножко такая, вообще сейчас такая повестка дня, она такая немножко становится упрощенной, да. Дискурсы такие упрощенные становятся, разговоры упрощенные, там, социальные сети и так далее. Поэтому молодежи нужно показать, нужно популяризировать проблематику дня, да. Научные доклады — это все хорошо, но нужно, вот, ну, на мой взгляд, я просто тоже с этим сталкивался, какую-то научную часть, научный подход или научный доклад попытаться его популяризировать, рассказать более простым языком, да, на уровне, может быть, схем, на уровне, может быть, роликов там, и так далее, и так далее. Это просто вот, так как мы здесь собрались коллеги, да, у меня просто вот такие сразу вот на ум такие предложения. Еще как бы, что хотелось бы, что бы еще хотелось, да? Хотелось бы, вот, мне очень понравился научный доклад, вот эти вот моменты, которые связаны с социологическими опросами, какие-то исследования, да, это очень сильный аргумент на самом деле. И вот если этот аргумент массово, не в единичном докладе, да, вот чтобы я первый раз, например, услышал об этом докладе, да, то есть мне нужно, а это нужна какая-то вот рассылка, да, вот именно в популярной форме рассылка, там, в молодежные форумы, в молодежные, не только молодежь, да, вообще такие в различные социальные сети, в популярной форме, чтобы вот эту проблематику федерализма, да, и языков и так далее, она стала бы массовой. И я уверяю вас, когда большинство населения будет понимать, и нужно таким языком рассказывать, да, чтобы они понимали, да, что лично я теряю от этого, да, что лично я теряю от недостатка языка, да, чем это лично мне грозит. Вот если это вот так вот популяризовать, уверяю вас, ситуация сдвинется с мертвой точки. Спасибо большое. Спасибо. Лидия, кто еще желает, пожалуйста. Я вот 5 минут. И вот я, если можно, только ремарку скажу, вот в продолжении вашего спича, что социологи фиксируют востребованность городских сообществ на вот как раз разграничение полномочий. То, что вы привели пример с Екатеринбургом, это запрос на регионалистику и на региональную политику. То есть люди хотят решать свои проблемы на местах. Там же паховая ситуация, когда вопрос с храмом должен был сказать Путин, чтобы где-то построиться. Но это нонсенс, это как раз отсутствие федерализма, регионалистики и то, что власть федеральная забрала полномочия не только у региональной власти, но и у муниципалитетов.
хотя это антиконституционно. Ну и вот привело к тому, что все проблемы должен решать царь. Я вот тоже историк по образованию, просто приведу простой пример, что в конце 19 века количество подков, необходимых для Казанской губернии, утверждал личный император. Потому что никто не хотел брать на себя ответственность. Количество чего? Подков для лошадей. Подковы. Сколько подков для лошадей надо сделать. То есть все это шло наверх. Проходили годы, да, то есть хозяйственная деятельность не велась, что привело, собственно говоря, к тотальной разрухе. Здесь мы входим в ту же реку, по-моему, Пожалуйста, Раяр Афанды, Ассаляму алейкум. Москва. Вот, я хочу напомнить, что у нас сейчас месяц Рамадан для мусульман. Ну и вернемся к проблеме федерализма все же. Значит, вот мы тут упомянули об экономической основе федерализма, да, вот, об образовательной основе федерализма. Но есть еще одна составляющая федерализма, это духовная составляющая, которую тоже нельзя обойти стороной. Значит, у нас многонациональное государство и многоконфессиональное государство. Вот. Но что же получается на деле? На деле мы видим просто пропаганду православия, участие православия во всех государственных делах. Так? Мы видим, что государственные деятели российские, значит, они тоже занимаются как бы пропагандой православия, так, что противоречит закону о свободе совести, кстати. Так? Вот, значит, наши вооруженные силы, ракетные силы, там, понимаете, везде идет благословение, ракеты не летают. Вот. И опять это за счет чего? За счет того, что у нас неправильный крен сделан. Кстати говоря, нельзя забывать о том, что у нас все-таки пропагандируется светский характер государства в Конституции, правильно? И это, наверное, верно, потому что у нас государство многоконфессиональное. Тогда, значит, если светский характер государства, то извольте, давайте мы для нашего государства должны избрать и светскую идеологию. Ее, к сожалению, нету. Никакой идеологии в этом государстве нету. И государство не знает, куда идет. Значит, вместо идеологии светской, значит, в нее внедряется вот это православное начало. Значит, православное начало, отрицающее все остальное. Значит, мы забываем о свободе совести. Посмотрим. Смотрите, у нас уже многие религиозные направления запрещены. Так? На каком основании? Значит, на основании иногда запрещается религиозная литература. На основании решений судов, которые, в общем-то, к этому региону, к этой религии не имеют никакого отношения. Ну, вот вспомним, там у нас был процесс запрета высказывания пророка, Мухаммед, по-моему, на Камчатке. На Камчатке был суд, Петрозаводске. Вот. Петропавловске-Камчатке решал этот вопрос. Ну что же это такое? Значит, вот это тоже составная часть федерализма. Мы не должны об этом забывать. У нас разные народы собраны в республике с разным конфессиональным наполнением, так? Вот. И поэтому, видимо, значит, вот, составляющая федерализма должна быть и как раз базироваться на нашем многоукладном строе, на нашем многонациональном народе. Вот это я хотел бы подчеркнуть. И участие средств массовой информации, они совершенно тенденциозны в этом вопросе. Так? Почему-то представители вот одной конфессии, значит, одной религии, значит, имеют там какие-то преимущественные права, представители других конфессий совершенно этих прав не имеют. Ну и тут, конечно, и об участии наших народов. Микрофон. Качкарю, Булат. Булат. О. Город Москва, он представляет кумыкскую общественность. Да, кумыкское культурное общественное движение ЛСД. Ну, в общем, здесь говорили фактами специалисты. Нельзя с этим не согласиться. Как сказал Гайар Эскандер, Гайар Эфенди,
все составляющие, в том числе вот и духовная, да, экономическое, образование, культура, духовная, это все составляющие, конечно, федерализма, федерации. Вот. Ну, центр почему-то хочет это все взять на себя, не понимая, что это, в принципе, путь в никуда. Я вот увлекался как-то, сейчас-то времени вроде нету, чтением Гумилева Льва Николаевича, историка, этнографа, географа. У него были такие замечательные слова, что этнос и государство с ним связанное аналогично живому организму, аналогично человеческому организму. Ну, я не буду там даваться подробности, но каждый организм, он или здоров, или болеет, или мертв. Вот. И если человек, допустим, организм заболел, и вовремя применить нужные рецептуры лечения, то он может выздороветь и будет дальше жить. Если же не применить этого вовремя, то организм или болезнь перейдет в хронику, и организм в конце концов умрет. И во время распада этого организма, агонии, никто, никакой там светило научный не сможет, или там силой слова какой-нибудь там светило религиозный, не сможет силой слова его оживить. Да? Поэтому государство и наше правительство должно понять, что эти методы лечения, эти рецепты нужно применять сейчас, а не уходить от этого и как бы заговаривать, забалтывать. Я, например, абсолютно убежден, что одна из причин основных революции 1917 года это как раз таки отсутствие федерализма в регионах. Это как раз таки централизация вот этой власти и решений, как вот сказал Руслан Аисин, даже подковы даже, да, там считали. Но это же маразм. Когда доходит до маразма, да. Чтобы не подковали слишком много лошадей и двинуться на Москву. Да. Мы сейчас тоже, наше государство тоже вот идет по этому пути. Это вот насчет федерализма. То есть федерализм для нашего государства просто необходим как воздух, да, это жизнь. Это должны мы понять. В этом заключается жизнь. В этом заключается дружба народов. И в заключение хотел просто спросить, меня этот вопрос всегда интересовал, поскольку я с Дагестана. Дагестан очень многонационален, как вы все знаете. И вот по поводу образования Марат Разыкович, да, он говорил с точки зрения, допустим, 2 или 3 национального, да, там, республики, да, состава. То есть государственный язык татарский, государственный язык российский. Хочу в связи с этим заметить, что Татарстан и татары, конечно, одни из самых последовательных, кто защищает вот этот федерализм именно в языке, в национальности. Потому что федерализм и национальность тоже очень связаны, да, друг с другом, взаимосвязаны. И вот такой вопрос у меня. А как быть республикам Кавказа? Дагестан, Чечня, ну, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, все более-менее понятно, там тоже 2 национальности. 3. Да. Еще нагайцы, да? Нагайцы. Ну, русские самые, я по умолчанию русские везде, да? Русские везде, по умолчанию. Ну, вот Дагестан, Чечня, к примеру, Чечня, там чеченцы, да? Чеченская республика. Но там живут кумыки, там живут нагайцы, там живут казаки. А если поставить так закон, что государственный язык или там основной, там второй государственный язык нужно обязательно изучать, тогда что будут делать нагайцы, кумыки и казаки, да? Это вопрос, да. Дамир Разыкович. Да, я ко всем вопрос, Марат Разыкович в том числе. А в Дагестане, я сейчас докончу, а в Дагестане более сложная ситуация. Там вообще несколько десятков национальностей.
Причем есть бесписьменные народы, которых в советское время проигнорировали. Да? Это там дидойцы, табасаранцы письменные. Там есть такие андийцы, дидойцы, там перечислять много. А как тут быть в этом вопросе, да, государству российскому? Тоже вопрос, да, это тоже касается федерализма. В принципе, я сказал. Пожалуйста, Марат Лазаревич. Да, в Татарстане тоже очень много народов проживает. И всем им созданы условия. Я им уже сказал. Во-первых, есть школы с родным языком обучения, и родной язык они изучают за счет государственных языков республик. Уменьшают государственные языки республики и добавляют часы на родные языки. Да, они изучают 2 государственных языка в обязательном порядке, и свой родной язык еще и обучаются на родном языке. Эту систему можно сделать. Есть республики, в котором очень много государственных языков. Этот вопрос серьезный, требует отдельного обсуждения. Это, конечно, конек федеральных властей. Они всегда начинают говорить, когда начинаешь о национальном образовании, о народах, у которых нет даже письменности. Но надо отделить 2 серьезных вопроса. Ограничение прав народов и развитие языков некоторых народов, у которых он не развит. Если касается, например, татарского, башкирского народа, запрещение образования, среднего образования на родном языке и высшего образования на родном языке является серьезным ограничением прав этих народов. Потому что такое образование у них было, есть, обеспечено. Вот, например, татарский народ может позволить себе высшее образование полное на родном языке. Может. Он так, но Российская Федерация им это не позволяет. Он даже ограничивает среднее образование. А без среднего образования нельзя получить высшее образование. Ограничение среднего образования – это очень серьезное ограничение прав народа. Этот народ не сможет себе позволить готовить учителей родного языка и учителей-предметников на родном языке, потому что без среднего образования нельзя в нашей стране получать высшее образование. Не надо путать 2 вот этих основных вопроса. Ограничение прав народов и развитие языков народов, которые еще у них язык не развился до такой степени. Это 2 разные большие проблемы. И их надо решать соответствующие. То, что у некоторых языков еще нет учебников, нет учителей и нет языка, не сводить достижения других народов к тому уровню. Например, я уж для облегчения нашей полемики могу сказать, у меня была хозяйка, когда я работал в университете, после аспирантуры ассистентом жил я на частной квартире, она говорила: я только пью, есть еще курящие женщины. Да, конечно, есть. Но только есть и нормальные люди, которых стараются доводить до того уровня. Не надо стараться вот этого делать. Спасибо. То есть, условно говоря, кавказского языка не нужно решать за счет сокращения возможностей развития татарского или башкирского. Или других языков. То есть это да. за счет других народов. Да. Потому что сейчас действительно часто манипулируют тем, что вот есть там... Ну есть еще эти народы. Как будут типа ивенты изучать свой язык в Татарстане. Ну, по большому счету их там почти нету. Ну и в общем, да, в Татарстане нет возможности как-то системно изучать ивенский язык. Давайте думать о том, чтобы в Якутии была системная возможность ивенский язык изучать. Да, Якутии есть эта возможность, созданы все условия в Якутии. Коллеги, давайте Руслан Габазов добавит, потом, чтобы у нас не было переклички. Вот я бы хотел сказать, вот сейчас выступающий недавно говорил о том, что нужно переходить от оборонительной тактики к наступательной. Я с этим полностью согласен, и вот как бы вот эти вот наши здесь разговоры, представлено много народностей, много национальностей, это очень хорошо, но надо действительно закрепить вот это вот единство и расширять его в формате, как бы, в другом формате. И вот именно вот наш 6-й пункт наших предложений говорит о том, что
возможно, может быть, на базе вот этой организации Конгресса демократических народов пора уже подумать над созданием политической партии, вот что-то партии регионов, вот что-то вот подобное, чтобы уже защищать наши интересы на уровне Российской Федерации, то есть в Госдуме, да, где вот можно было бы... Я вот думаю, у нас вот есть кандидат в президенты, у нас сейчас предвыборная кампания скоро начнется в Республике Башкортостан, есть свой кандидат, которого мы хотели бы, скажем так, выдвинуть, вот Фаиль Алсынов, он здесь сидит, но, к сожалению, не можем найти такой партии, которая поддержала бы нашего кандидата. Это у нас вот в Республике Башкортостан, к сожалению, республиканское законодательство политическое вот это вот сделано так, что кандидат может выдвигаться только от партии. Вот это очень как бы сложно, большие препоны. И если бы, думаю, намного легче было бы отстаивать наши проблемы вот эти вот и поднимать их на федеральном уровне. Да. Руслан, если можно, вот дадим слово Дару Разяпову. Дар Разяпов, да, я основатель и председатель партии ветеранов России, сам я татарин, выходец из Республики Башкортостан. Там здесь сидят тоже мои коллеги. Мне очень приятно, кстати, вот вы говорите там по поводу выдвижения на должность главы Республики Башкортостан. Я скажу вам, что я на протяжении 7 лет практически участвую во всех избирательных кампаниях на территории Российской Федерации. Даже, то есть, в том числе возьмем Республику Крым. То есть именно участие в присоединении Республики Крым к Российской Федерации. Но хочу подчеркнуть, я лично вот сегодня убежден, партия уже исполняется 7 лет, в России глубокий политический кризис. Существует 4 парламентских партии сегодня. Как они существовали там, с 93-го года, так они и существуют. Существует 61, 70, 80, 90 непарламентских партий, которые, увы, к сожалению, сегодня практически полностью раздроблены. То есть мы сегодня никак не можем объединиться, консолидировать наши общие усилия, там, зеленые, красные, там, партии ветеранов, пенсионеры. Мы говорим, коллеги, вы чего конкретно хотите? То есть вы хотите попасть в Государственную Думу, вы, уважаемые, хотите быть главой Республики Башкортостан, вы, уважаемые, хотите быть, то есть определенно там, представлять интересы законодательной власти. У нас же цели, в принципе, если мы создаем политические партии, у нас цель-то одна, в принципе, да, мы хотим, чтобы у нашей страны, Российской Федерации, было достойное будущее, чтобы у наших детей было будущее, мы живем в этой стране, мы хотим работать в этой стране, чтобы была работа у нас, было питание, пища. Ну, в принципе, за что наши воевали-то деды? Не ради все-таки капиталистической России, буржуазной России, дикой России, где идет, я бы сказал, неравенство, бешеное неравенство. Практически к 17 году, наверное, идет возвращение. Появляются особо крупно богатые люди и бедные нищие, которые сегодня практически выживают, находятся в тяжелом состоянии. И я сам прекрасно понимаю, что принимая в выборах и на территории Республики Башкортостан в 2013 году, в 2018 году мои выборы украли, Гафурийско-Ургазинский район, где стояли КАИБы, народ проголосовал за меня. Эти выборы украдены. В одномандатном округе победил я, но, вот, к сожалению, там, башкирская организация, которая возглавляет Всемирную организацию, Ишимгулов Амир использовал административный ресурс. Просто победа была украдена, мне ее не отдал господин Хамитов, они приложили для этого все усилия, чтобы не допустить Эльдара Разяпова на выборах. Это не только в Республике Башкортостан, это такая же ситуация в Крыму. И чтобы сегодня вот, объединить непарламентские партии, мы пытаемся, вот 22 мая мы провели с экспертами, научное экспертное сообщество были, политические партии были непарламентские, поставили конкретный вопрос, что же делать непарламентским партиям. То есть я открыто выступил и четко вижу для себя, что если мы сегодня не объединимся, конкретно, вот как вы сказали, то есть один кандидат, есть второй кандидат, да, будем поддерживать там друг друга на выборах. Но в Республике Башкортостан, еще раз хочу коснуться, что там сбор подписей еще впереди, это фактор очень тяжелый. И я не знаю, то есть, как его нужно будет там преодолевать. Действительно очень тяжелый фактор сбора подписей. И то, что мы предлагали, вы хотите, например, попасть в Государственную Думу. Давайте мы, если у вас есть все-таки ресурсы, у вас есть свой авторитет в данном субъекте,
вас поддерживает население, почему, например, не поддержать данного кандидата? Зачем нам, вот мы все разрознены сегодня, у каждого, казалось бы, сверчка свой шесток, и говорим, один, я здесь председатель, я здесь председатель, я здесь председатель. Все-таки конечный вариант, как вы правильно сказали, что мы хотим представлять интересы либо в Государственной Думе Российской Федерации, чтобы отражали действительно наши интересы, нашего общества. Но, к сожалению, как вы сказали, депутаты Республики Татарстан промолчали, да, по языковому вопросу. И Республика Башкортостан, в том числе депутаты Государственной Думы, они промолчали, хочу сказать. Я как председатель партии ветеранов России выразил свою позицию. И по татарскому языку в 2017 году есть статьи, посмотрите, о татарском языке. И о башкирском языке я выступил тоже со своей активной гражданской позиции, чтобы необходимо ЕГЭ. Конечно, уважаемые коллеги, нужна политическая сила, нужна политическая партия, чтобы преодолевать все эти сложности. И от тех заявлений, то, что мы сегодня говорим, они должны заявляться и на сельском уровне, и на муниципальном уровне, и на субъектовом уровне, и на федеральном уровне, практически на всех уровнях. То есть, чтобы это было услышано, каждый из нас здесь сидящий, то есть наши коллеги, наши друзья, они должны принимать участие в выборных кампаниях, если мы действительно хотим, да, как бы, то есть, но вряд ли кто-то с нами на местах захочет поделиться. Туда придет, прошу прощения, Иван Иванович с деньгами, и вряд ли он со мной будет делиться. Потому что у него есть деньги, у него есть ресурсы. А чтобы нам победить, нам действительно нужно, чтобы в нас поверил народ, но и сохранить наши голоса, которые, я считаю, наверное, их тоже украдут. Вопрос действительно очень сложный, и у нас есть на примере, мы в Республике Дагестан, в Буйнакске, да, то есть партия ветеранов России из 21 мандата взяла 17 мандатов. Взяла 17 мандатов. Мы победили Единую Россию и все другие политические партии. Убедительная победа. Убедительная победа, да. Победы в Республике Крым. Ильдара Резяпова никто не знал в Крыму. Я скажу честно, уроженец Республики Башкортостан, татарин. Крымские татары на меня как-то, то есть, смотрели, как-то, хотя их поддерживал, скажу честно. Я поддерживал крымских татар. Я и предлагал выдвижение их в парламент Республики Крым. Татарам говорил, выдвигайте свои кандидатуры в Госсовет Крыма, представляйте, защищайте интересы крымских татар. Ради Бога, мы можем сколько хочешь шуметь, кричать, выходить на митинги. Наши голоса уходят в гудок, просто в пар. А нужны фактические реальные действия. Фактические реальные действия – это выборная кампания. Это участие в выборах. Как хотите, но это лично мой опыт. Я прекрасно понимаю, то есть лично для меня, я скажу честно, то есть я никогда не думал, что я буду заниматься политикой, никогда. То есть моя родина, Буздякский район, это мама родилась, а Ургазинский район, это отец. Я мечтал быть трактористом. Вырасту, буду трактористом, поля пахать. Потому что, трактора, колесная гусеничная техника, это моя стихия. Но, к сожалению, моя жизнь, она изменилась кардинально, это после боевых действий в Чечне, 99-2000 год. Мировоззрение мое изменилось очень сильно. Я думал, что нужно бороться, нужно отстаивать свои права, на кого-то надеяться и ждать от кого-то манны небесной. Мы не ждем этой манны небесной. Большое спасибо. Спасибо вам. Коллеги, у кого еще есть? Сейчас вопрос. Ответ на вопрос Булата. Есть законодательство в местности компактного проживания населения, не имеющих своих национальных государств, национально-территориальных образований, или живущих за их пределами наряду с русским языком государственными языками, в официальных сферах может использоваться язык населения на данной местности. В нескольких законах фигурирует понятие язык данной местности. Муниципалитет может выбирать язык данной местности. Конечно, это сложный процесс, но в законодательном поле это возможность есть. Если говорить о принципиальных моментах федерализма, у нас существуют национальные районы в составе даже национальных республик. В той же Чувашии существуют, например, татарские районы национальные. Это тоже, сейчас этой практики практически как таковой нет, есть Ногайский район, но нужно возвращать, наверное, эту практику существования национальных районов в рамках субъектов. Вот хорошо вы сейчас заметили. Вот, да, национальный район надо создавать. Да. Дагестан, конечно, это уникальная республика.
Можно добавить одно слово? В Якутии есть понятие официального языка. Венский, венкийский, они официальные языки, и там у нас в законе прописано это, что они имеют право учиться, учить официальные языки. Да. Венгерский, венский, Да. Ну, я... Можно еще добавить? Наиль из Москвы. Ну, попутно я как представляю татар и Чувашию как родную республику. Как раз по вопросу, который Булат Эфенди задал, значит, ну, Поволжье, вообще в Поволжских республиках, не только в Татарстане, во многих таких многонациональных районах используется вот модель Татарстана, когда изучается в школах там три языка. Ну, например, у нас в Чувашии тоже преимущество дается родному языку татарскому, но чувашский до 17 года он изучался, и проблем никаких в отношениях к нему не было. То есть люди относились с пониманием, что государственный язык республики надо изучать. Ну, вот есть поволжская модель, ну, для многонациональных республик Северного Кавказа, ну, наверное, может быть, своя должна модель какая-то разработана, ну, но должна быть, как я считаю, какие-то единые подходы к изучению как вот, и государственных языков, ну, хотя бы 1 час, и, ну, прежде всего, конечно, родных языков. У родных языков должно быть преимущество. Вот по этому вопросу. Понятно, ваша реплика понятна, пожалуйста. Ильяс, вы хотели? Я по поводу муниципальных выборов совершенно согласен. Не только муниципальных. Абсолютно точно выражено, потому что Государственная Дума поговаривает, что за месяц до последних выборов Володин лично пофамильно утверждал каждого в отдельности. И там никакой самовольности быть не могло. Единственный способ каким-то образом вернуть себе власть хотя бы на низовом уровне, это, конечно, муниципальные выборы. И людей надо агитировать за своих людей. Самые низовые даже, брат. Да, самые низовые, да. То есть ковать подковы там внизу. Совершенно. Да. Первое. И второе. Мне кажется, что в администрации президента именно в представлениях Кириенко, отвечающий за внутренние дела, он чисто менеджер. Он не имеет никакой национальности, он культурно никакому явлению не придерживается. Он менеджер и, мне кажется, придерживается совершенно сухой экономики. Ему не нужен многонациональный народ. Ему нужен экономически активный, со зрелого возраста, постоянно выплачивающий какие-то кредиты, экономически активный человек, который должен быть очень законопослушен и так и проживать, собственно, свою жизнь. Это и есть модель, новая модель российского человека. В свое время пытались советского человека взрастить. Сейчас пытаются такую модель соорудить из многонациональной России. Как раз в этом вся проблема. Ильяс, это мусульманам не подходит, у нас Аллах там есть, поэтому туда посмотрим сначала. Это, мне кажется, это особо его не волнует, судя по отношению к исламу по регионам. Да, и поэтому нужно себе четко представлять, что мы в этом вопросе, если не будем более активными, я совершенно согласен, никто прислушиваться к нам не будет. Я даже вот живой пример. Не будет абсолютно. Да. Там другие представления о национальной политике, точнее об отсутствии этой национальной политики. Активность и законопослушность никак не противоречит федеральному принципу. Нет. Действительно, все народы, все национальности и все республики должны быть экономически активными и законопослушными. Это друг другу никак не противоречит. Насчет выборов я хотел сказать. В общем, особых иллюзий не стройте. Я 18 лет работал в администрации и прекрасно знаю, как проводятся выборы. Там главный принцип. Кто считает, тот побеждает. Результаты выборов делаются
в администрации главы района. Как бы вы ни ходили, голосовали, как бы ни играли, просто спектакль. Нет, побеждать можно. Ну, можно, побеждать если вы как-то можно. договорились. Да. Штурмом брать можно. Да. Не, ну побеждать, ну по кассе там. Как в Буйнакске, как в Буйнакске. Мешок меняет на другой. В Буйнакске как провели выборы? Сразу изначально были все выставлены наблюдатели на, то есть, в участковых комиссиях. Технологии известны, да, давайте мы не будем в это глубоко погружаться. Наблюдай, не наблюдай, на другой день мешок. Политтехнологически не будем глубоко погружаться. Потому что бюллетени печатают. Призываю вернуться нам к нашей главной теме. Федерализм, пожалуйста, Фандиль Ахмедович. Башкортостан. Ассаламу алейкум. Бисмилля. Альхамдулилля. Что хотел сказать? Самое первое, я хотел бы сказать, вот мы много говорим, да, сегодня о проблеме центра, то, что нам вот это не дают, вот это не дают, вот это не дают, но мы сами не смотрим внутрь себя, то есть сами национальные организации, во что они превратились. Если у них авторитет среди народа, какой авторитет сегодня национальных организаций у народа? Являются ли они сегодня, да, скажем так, флагманами, какими-то ориентирами для своего народа? Поэтому самое первое, мы должны возобновить те национальные организации, которые у нас были в 90-х годах, которые смогли сделать, поднять активность населения, которые смогли поставить требования перед руководителями своих республик, соответственно, своих депутатов, и, соответственно, те уже ставили эти вопросы перед федеральным центром. Самое основное сегодня нам нужно работать со своим народом. И самая первая задача национальных организаций, общественных организаций – это поднятие своего имиджа. Вот за прошлый год наша организация объездила много районов. Мы встречались с людьми, мы разговаривали в лесах, в полях, в клубах. Мы сейчас занимаемся такими социальными проектами, как алкоголизация населения, да, и много другими социальными проектами. Поэтому авторитет общественной организации растет. Соответственно, те слова, которые мы говорим, их начинают слушать, и они доходят до людей. Поэтому вот этот вопрос поднятия авторитета национальных организаций, он очень необходим для того, чтобы решить те вопросы, которые мы сегодня ставим. Следующий момент, который я хотел бы сказать, да, мы сегодня уже касаемо федерального центра иногда больше заботимся об амурских тиграх и журавлях, которые исчезают, и никак не обращаем внимания на народности, которые исчезают. Хотя это ценность, это люди, это язык, это культура. Мы должны обращать внимание, возможно, на исчезновение народов. И мы сегодня, федеральный центр создает условия для исчезновения народов, ограничивая экономически, ограничивая политически, ограничивая финансово республики. Они создают условия для исчезновения этих народов. Многонациональность Российской Федерации – это самая большая ценность, которую нужно беречь. И над этим нужно работать. И в самую первую очередь дело утопающих, дело рук самих утопающих. Мы должны сами активизироваться и объединяться. Что предлагается? Предлагается, это вот Руслан предлагал, что нужно объединяться в общественные организации, в политические партии. Я помню, когда мы в молодости встречались в рамках Дней тюркской молодежи. Мы общались с нашими, скажем так, братьями-тюрками, кумыками, нагайцами, со всеми и обсуждали те проблемы, которые у нас были тогда. И, к сожалению, на сегодняшний день вот такой площадки нет. И спасибо большое Руслану, что нас позвал. И мы вот пришли с большой делегацией, потому что понимаем, что развитие, да, именно вот решение этих вопросов, это только в объединении и в совместных делах. Поэтому нужно проводить для разных социальных слоев, для разных возрастов разные мероприятия. Почему у нас нет каких-то летних лагерей для национальности, да, башкир, татар, чуваши, марийцы, почему мы не можем объединиться и проводить какие-то обучения, и там уже они будут видеть, какие мы многонациональные и какие мы классные.
И эти образовательные или лагеря должны быть не только там, да, касаемо языка, они должны быть, возможно, каких-то тех вещей, которые интересуют сегодняшнюю молодежь. Поэтому вопросы, когда мы сами проявляем слабость, когда мы сами больны, проще сказать, ну да, это не вылечить, лучше это, ну, чтобы оно умерло. А если мы подаем признаки жизни, когда больной хочет выздороветь, когда мы стараемся для этого, да, и я думаю, что и федеральный центр обратит на это внимание, и это станет для них, скажем так, тем ресурсом, который может вытащить эту страну. Почему? Потому что во время больших потрясений башкиры и другие народы создавали, скажем так, батальоны, полки там, и все остальное, и защищали эту страну. И именно на национальных, скажем так, на национальной почве они создавали его. И мы знаем, да, и отечественную войну, когда башкиры, мещари и все другие народы создавали полки. Башкирские, мещерякские, остальные. И мы знаем Великую Отечественную войну, когда башкиры 112-ка в дивизию создали, да. И поэтому, если они будут чувствовать свою, скажем так, свою защищенность в этой стране, что язык сохраняется, народ сохраняется, народ развивается, экономически она развивается. Если Татарстан показывает, да, сегодня, как должен развиваться регион, и мы с завистью смотрим на этот регион, другие регионы смотрят с завистью. Почему они развивают свою территорию? Потому что они его любят. Потому что они относятся к ним как к своей родине, хоть маленькой. И поэтому любой татарин, он хочет развивать эту территорию. Он хочет, соответственно, развивается вся страна. То есть вот недавно, вот вчера только буквально ребята съездили в Казань, приехали и рассказывают, ну там, говорит, туризм развивается, говорит, ну несравнительно, вот невозможно сравнить нашу республику и Татарстан. Там гид, говорит, на каждом повороте стоит и рассказывает о республике, в Казани, там архитектура, там культура. Соответственно, это же, когда приезжают, грубо говоря, на футбол там с других регионов, с других стран приезжают и смотрят, они же видят, что они не говорят, что это Татарстан, они говорят, что это Россия. Соответственно, развивая территорию, развивая народы, мы развиваем эту страну, и не надо относиться к нам как к каким-то экстремистам, еще что-то такое там придумывать, навешивать ярлыки. И я думаю, что будущее оно есть. Надо просто вместе идти к нему. Спасибо большое. Я федерального центра хочу сказать. Вы иллюзий не стройте, они очень большое внимание уделяют. Да. И поэтому хочу сказать, вот, например, у нас министр образования Игорь Фаттахов защищал татарский язык до последнего. Да. И его уволили. Мы знаем. Уволили по предписанию Генеральной прокуратуры. Уволили его заместителя Игоря Ивановича. Тоже до последнего защищал. Не подписал приказ своей рукой, не исключил татарский язык как государственный язык из расписания. Поэтому решением Генеральной прокуратуры исключили татарский язык как государственный из расписания, и его сняли с должности. И его заместитель. Этот заместитель сейчас ходит на улице. И никто их не защитил. Конституционный суд? Какой Конституция? Предписание, выданное президенту Республики Татарстан. А президент Республики Татарстан назначен президентом Российской Федерации. Вы думаете, человек, назначенный президентом Российской Федерации, подаст Конституционный суд на решение Генеральной прокуратуры? И вот здесь как раз это и более того, я вам хочу сказать, это практикуется уже давно, например, далеко ходить не надо. Меня лично в 2007 году сняли с работы по решению по предписанию Генеральной прокуратуры за проведение неправильной образовательной политики. Тут надо один момент оттянуть специально, это мы должны к этому вопросу возвращаться. Очень большое внимание. В 20-х годах, до усиления сталинских репрессий, наркомат просвещения в республике принадлежал республике. Образование было нашим. Это у нас забрали тогда и обратно не отдали. Поэтому если мы будем поднимать, и другие министерства были в наших руках, местные наркоматы, если мы будем поднимать вопрос о договорных отношениях, мы должны поставить вопросы эти. Эти культурно-образовательные поле – это наше поле.
Мы можем кому-то отдать, но на основе Образование соглашения. еще до 2007 года было на министерствах республики. В 2007 году эти полномочия республики включились. И Я суды бы тоже. как раз вот развивая эту тему, хотел предоставить слово Платону Шаймаеву, представитель Якутии, но работает в Москве, адвокат. Он как раз на международной арене, на судебной арене отстаивал эти вопросы о сохранении языков. Пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые участники. Значит, я бы хотел, скорее всего, получается, дополнить выступление господина Лутфуллина по поводу национального образования и в разрезе Якутии обрисовать, как эта ситуация выглядит. И поддержу его в том, что действительно у нас в федеральном законодательстве отсутствует понятие национальной компоненты, которое бы учитывало интересы национальных республик. И, значит, это приводит к тому, что действительно в школах отсутствует практическое обучение на родном языке, поскольку педагоги и руководство школ, большинства среднеобразовательных школ не заинтересованы обучать на родном языке, в связи с тем, что по федеральному законодательству и вытекающим из них стандартам все экзамены, в том числе ОГЭ, ОГА, всероссийские проверочные работы, которые проводятся регулярно, они проводятся на русском языке. Соответственно, да, на русском языке, соответственно, у преподавателя, у учителя нет интереса обучать ребенка на родном языке. Вот сами представьте себе, что вы изучаете физику, математику на родном языке татарском, да, грубо говоря, или на якутском, а потом вам нужно регулярно сдавать всероссийские проверочные работы на русском языке. Но это тяжело для ребенка, там, 3-й класс, 4-й класс. И, значит, дальше федеральный законодатель, он предоставляет право родителям выбирать еще, и на каком языке будет обучаться их ребенок. Понятно, что родитель, он выберет русский язык в данной ситуации, тем более, что не все имеют такую сознательность, что все-таки родной язык надо знать, что родной язык — это та вещь, которая может человека раскрыть полностью, как у нас педагог Кушинский говорил в XIX веке, и который, в принципе, был одним из спасителей русского языка, когда русский народ свой язык начал забывать и перешел на французский язык. И он был таким педагогом, который, значит, продвигал возвращение к русскому языку, и практически, ну, как мы видим сегодня, он сделал это. Значит, также тому, что в школах, в общем, ну, дети забывают родной язык, этому способствует то, что до прихода в школу они смотрят, значит, мультфильмы, фильмы в интернетах, которые сейчас доступ свободный, на русском языке, мультфильмы, художественные фильмы и так далее, играют на играх, которые на русском языке. Соответственно, ну, это уже не государственная политика, но государство тут тоже могло бы принимать участие, поскольку ведь это нужно переводить, чтобы ребенок мог на своем родном языке смотреть мультфильмы и так далее. Это финансирование, это сделки с держателями авторских прав, это финансирование нужно. Либо частные лица должны объединяться и каким-то образом финансировать данные переводы, чтобы дети могли к приходу в школу уже не быть полным нулем в знании своего языка. А дальше уже, значит, если ввести вот эти национальные компоненты, то преподаватели тоже будут заинтересованы в том, чтобы дети учились на родном языке. Для этого нужно немножко, конечно, реформировать федеральное законодательство. Вот, что касается вот языка, а плюс, значит, на сегодняшний день в федеральном законе об образовании имеется институт, значит, принятия в школы детей по территориальному признаку.
То есть это для национальных республик очень вредный институт, поскольку, вот, например, в Якутии, если взять, то там из 50 школ среднеобразовательных, скажем так, там 5 где-то национальных, где изучают на родном языке и где присутствует атмосфера национальной культуры и так далее. Соответственно, эти 5 школ, они расположены, как правило, в центре. Туда попадают, соответственно, дети, которые проживают в округе. А как быть детям, которые вот в условиях урбанизации переехали в города и, соответственно, заселились, скорее они в окраинах, да, чем в центре? Они не имеют такой возможности попасть в такие школы. Вот. И, само собой, такие родители идут в близлежащие школы и пишут заявления. А директора школ, которые находятся в окрестностях, им, само собой, отказывают, говоря о том, что, ну, да, у нас есть еще парочка заявлений для того, чтобы учить на якутском языке, но этого мало. У нас предусмотрено 25 детей, чтобы было в одном классе, чтобы мы могли вас обучать на родном языке. Так что извините. Ну и что детям приходится поступать в русскоязычные школы и обучаться на неродном языке и забывать, соответственно, свой родной язык. Либо же многие возвращаются в села и продолжают там обучение. Соответственно, тут тоже данную норму нужно убирать, учитывая национальный компонент. Убирать, это грубо сказано, можно просто дополнить одной вещью все вот это законодательство, что у нас есть национальные республики, и нужно учитывать, и что вот эти моменты нужно отдать на откуп либо региональным властям, которые знают специфику местную, либо каким-то образом, значит, конкретно указать в законе, что нужно учитывать данное обстоятельство. Ну, это вот что касается вот национального момента образовательного, а вот того обсуждения, которое сегодня вот было по поводу недров и так далее, это я бы хотел сказать, что эти все моменты, они защищают все коренные народы, представителям которого мы и есть, в принципе, татары коренные народы, якуты коренные народы. Эти все моменты, они не только в Конституции прописаны, да, защищающие нас обстоятельства, моменты, но и в Декларации прав коренных народов. Как известно, она была принята в 2007 году, если мне память не изменяет, могу ошибаться, значит, Организация Объединенных Наций. Российская Федерация, соответственно, является частью этой Организации Объединенных Наций. И по мнению многих специалистов, декларация данная не требует ратификации на территории Российской Федерации, она уже действует. Если вы, значит, почитаете вот данную декларацию, то там вот эти моменты, о которых мы говорим, там права на недры, право на образование, право на язык, все прекрасно написано, и там ничего придумывать не нужно нового, просто надо, чтобы... Ну, да, есть мнение также, что она не ратифицирована, но я, значит, разговаривал со специалистами в ООН по этой тематике, они говорят, не требует ратификации. Мнения разные. Это у нас трактовка неправильно придана под определением коренной малочисленный народ. Да, вот, я вот сейчас как раз к этому хотел перейти. Дело в том, что вот к тому, что она уже ратифицирована, она действует, значит, говорит вот следующее, что Россия, постоянно участвуя значит, в сессиях по правам коренных народов, она отчитывается по Декларации прав коренных народов. И она отчитывается каким образом? Что у нас права коренных народов соблюдаются. И предоставляют отчеты, цифры, вот мы финансируем так-то, так-то. Но если вы понимаете, речь идет о малочисленных коренных народах. Таким образом, да, хитро принято вот это законодательство о том, что малочисленные народы, это до 50 тысяч численностью, да, они просто отсекли все остальные народности. А по принципам ООН, значит, кто такие коренные народы? Коренные народы — это те, кто жил на данной территории до прихода, ну там, по-моему, так и написано, колонистов, да? Соответственно,
все те, кто жили на этой территории до прихода, значит, царской империи, скажем так, то они признаются коренными народами уже по умолчанию. И не нужно никаких судебных решений по этому поводу. Вот. Ну, это так, чисто для информации, для размышления. Вот такая информация вам. Ну, очень важная информация. Спасибо. Да. Мы живем. По этой части, вот вы спокойно формулируете терминами национальной школы. С 18 года, с августа, нет понятия национальной школы. Он сказал национальный компонент. Нет, национальные школы, он говорит. Вот, есть школы, не могут там. Нет сейчас таких школ. Потому что сейчас, раньше язык обучения в учреждении образования определяли муниципалитеты по законодательству. Теперь определяют родители. Он может прийти в любую школу и написать заявление. Мой ребенок будет обучаться на таком-то языке. Школы это по вашим понятиям русские, школы это татарская, не имеет никакого значения. И уверяю вас, скоро прокуратура до этого доберется, и все эти вывески национальных школ снимут. Да, Марат, я забыл, да. Этого нет. Я забыл дополнить, что они доживают свое время. Да, они не то что доживают, их уже нет. Потому что в любую школу может прийти. Теперь определяют родители. Это тоже способ растворения республик вот таким образом. Да, есть. Серьезно, И потом, и это касается, товарищи, не только республик. Потому что нельзя ограничиваться только республикой. Вот эти школы, национальные школы, это касается уже права народа. Например, если взять татар, то 3/4 татар проживают вне республики Татарстан. И они оттуда не разъехались. Они живут на своих коренных землях. Просто республики и границы определили так, что там оказалось меньшинство татар. Да, я, коллеги, попросил бы предоставить слово Михаилу Мельникову, он представляет чувашскую организацию «Хавал». Если можно, микрофончик. Прибыл к нам из Самары. Приоритет моим тем, кто у нас не русский. Конечно. Да. Можно прям снять микрофон. В руках можно это сделать. Не получится. Отодвинь. Здравствуйте, меня зовут Михаил, я представляю Самарскую область, Чуваший и в какой-то степени Эрзян, потому что я рос в регионе, где села находятся вперемешку, и сам я жил в Эрзянском селе, по соседству у нас было татарское Мишарское село. И, в общем, на самом деле у меня эмоциональное, наверное, заявление. Когда мы говорим об престиже того или иного народа, мы не всегда себе позволяем говорить именно о самом пике развития культуры и цивилизации того или иного народа. Именно в вопросе самоуправления и в вопросе традиции передачи институтов самоуправления того или иного народа. И вот среди здесь присутствующих абсолютное большинство татар, абсолютное большинство мусульман, потом башкирская группа. И я непосредственно это связываю с тем, как давно они утратили свою самодостаточность и способность к самоуправлению. Если обратиться к истории, то глубоко к истории этого государства, то получается, что русские, народ русских, очень давно утратили свою традицию самоуправления, когда пригласили на руководство собой варягов. И про народы финно-угорские, которые здесь тоже представлены слабо, тоже распространилась эта беда. Они очень давно утратили институты самоуправления.
И по мере распространения вот этого колонизаторского государства все дальше и дальше другие народы попадали под влияние Московии, потом Российской империи, и тоже утрачивали свою аристократию, свое дворянское сословие. И почему я сказал про мусульман, про башкир и татар? Потому что долгое время им удавалось сохранять в той или иной степени на определенном уровне инструменты самоорганизации. Если мы говорим про русских, то выше старосты, например, сельского, тут трудно говорить. И вообще они, благодаря прозрачности русского языка, подконтрольности, они очень сильно утратили способность к самоорганизации. Другое дело казаки. Они, кроме своей военной дисциплины, самоорганизованности, еще имели доступ к оружию. И это их сильно выделяло в кругу прочих русских. То есть и сейчас идут, кажется, разговоры о формировании Казахской республики. Это как раз я к этому веду. Что касается народов мусульманских, то у них долгое время сохранялись институты мурс, тарханов, потому что они могли апеллировать к возможной поддержке со стороны других мусульманских народов. Благодаря этому они могли выторговать себе более удобное положение. Если говорить о народах финно-угорских и чувашах в частности, то они не могли торговать, я не в плохом смысле имею в виду, выторговывать себе более удобное положение. Они не имели другой поддержки, кроме как опираясь на такие же народы, исповедующие народную веру. Вот. Поэтому у них хуже сохранились институты самоорганизации. Но, тем не менее, до какого-то уровня, можно сказать, выше, чем у русских, потому что они уже менее прозрачны. Их нельзя прочитать язык имперской власти. Она не полностью может проникнуть в общину, сельскую общину. Высшей сельской общины самоорганизации у чуваш, например, и у финно-угров не было. Почему я заговорил про самоорганизацию и про уровень престижности? Потому что именно вот эти психологические факторы, они сдерживают рост самосознания и сдерживают рост политической воли у каждого отдельного народа. И я бы внес такое предложение, чтобы татары и башкиры, которые на данный момент являются локомотивами в борьбе за федерализм, они бы формировали в других народах актив политический. То есть я бы хотел, предложить татарам и башкирам, чтобы они масштабировали свой практический опыт, в том числе достигнутый в республиках, они бы распространяли на свои диаспоры в деле формирования традиции самоуправления и политического активизма. То есть я хотел сказать, чтобы снять какое-то ограничение и не бояться говорить о том, что когда-то мы были все независимые народы, и у нас были независимые государства. И сейчас мы в лучшем случае апеллируем к тем достижениям демократической России 90-х годов и говорим, вот тогда мы достигли того-то, тогда было хорошо, образование и прочее. А еще мы можем обратиться к 20-м годам и сказать, тогда появились учительские школы, преподавание на родных языках, вводились алфавиты, грамоты и прочее для бесписьменных народов. Но на самом деле глубоко внутри у нас есть подавленное чувство гордости за свои народы. Оно формировалось веками. И чем дольше народ не имел своего самоуправления, тем глубже у него засело это чувство этнической неполноценности, которое сейчас препятствует формированию политических, гражданских, социальных активистов у всех наших народов. И еще я хотел ответить
по поводу попытки консолидироваться вокруг какой-то одной личности. Для меня лично это не представляется возможным. И когда мы говорим, что сила в России в многонациональности, это уже впрямое противоречие вот к этому тезису приходит. Не получится одного лидера собрать для всех народов. Чем сильнее мы будем стараться создать одного вождя, тем слабее мы все в отдельности будем. Я думаю, что нужно создавать институты формирования гражданской и политической активности и брать передовые опыты, переводить их в доступную форму для остальных, кто еще не так силен в этом. Благодаря вот такой комплексной работе мы в самом деле могли бы получить сильную организацию, но при этом придется отказаться от имперских амбиций. Если мы говорим о желании противопоставить себя русскому или российскому, или россиянскому шовинизму и желанию подавить, доминировать, то мы не должны вступать на такую же дорогу и пытаться все ресурсы бросить на один какой-то народ, который пусть даже и сильно развит, и он в численном плане преобладает. Я думаю, что каждый народ заслуживает, чтобы в нем развивали политическую, правовую грамотность. Это своего рода диверсификация человеческого капитала, которая помогла бы лучше противостоять вызовам шовинизма и дискриминации. Вот примерно такое я хотел сказать заявление. Бывший президент Чувашии Федоров, который учился в Казанском государственном университете, до последнего, до 2002 года, значит, оппонировал Путину относительно реформы Совета Федерации. Мы, к сожалению, не подняли этот вопрос, но это очень важный вопрос. Потому что Совет Федерации, который является институтом регионов, он не действует. Да, Федоров там судился с Путиным и так далее, потом его умаслили. Сейчас он на других позициях. То есть я с вами полностью согласен, что в республиках вымывается политическая элита, которая мыслит категориями федералистскими, которая мыслит категориями, прежде всего, заботы о тех территориях, с которых они выбраны. И о народе. Если можно, я вот предоставлю слово нашим черкесским друзьям. Тимбулат Русланович, организация ФАНГ. Как? Владимир Качсов. Пожалуйста, пожалуйста. Дадите мне. Против? Я Качсотов Мартин, президент общественной организации «Хабза», Кабардино-Балкарская республика. Мы считаем, что проблема федерализма сейчас, возможно, самая актуальная проблема для народов Российской Федерации. И также это, наверное, для властей самая большая угроза для представителей властей. 17 числа у нас в республике мы организовали уже на эту тему круглый стол. Поначалу показывали. Тогда же наша организация выложила
статью в интернете, свою позицию насчет темы федерализма, насчет проблемы федерализма в Российской Федерации и насчет местного самоуправления у нас в республике. И сразу же была реакция со стороны властей. То есть на уровне районной администрации, ну, если точнее, зам главы района встретились с моими родственниками и постарались надавить через используя родственные связи, да, чтобы оставить эту тему. И хотел бы сейчас коротко зачитать наше видение этой проблемы. Никто не понимает лучше своих проблем, чем сами люди. В этом смысл федерализм, смысл самоуправления. Но если говорить простыми словами, когда власть оторвана от народа, живет своей жизнью и своими групповыми интересами, невозможно неэффективно бороться с коррупцией, не организовать медицину или образование для людей. Проблема бедности – это наши проблемы на земле. Большинству чиновников бедность не грозит. Не секрет, что те люди, которые делят субсидии на сельское хозяйство, и те люди, которые работают на земле, в этом самом сельском хозяйстве, это разные люди. Мы десятилетиями пытаемся ставить и решить проблемы нашего народа, развитие села, развитие культуры, сохранение языка, проблему репатриации соотечественников. Все, что удалось реально сделать, это частная инициатива. Все, к чему прикасается государство, превращается в мертвую показуху. Да и это делается под давлением людей или для того, чтобы перехватить инициативу у активистов. И мы пришли к выводу, что нам ничего не сделать без работающего самоуправления, без возвращения в нашу политическую жизнь принцип федерализма, которые закреплены Конституцией. Мы видим главную проблему в том, что чиновничество живет своей жизнью, пилит бюджет, пишет для себя законы, принимает решения для себя. Почему 90% бюджетных денег не доходит до людей? А по грубым оценкам так и получается, например, у нас в республике. Из 10 врачей 8 или 9 приняты по блату, платят за свое рабочее место главному врачу. Тот платит за свое рабочее место министру. Зачем им больные? И так везде, в образовании, коммунальном хозяйстве, строительстве. Как это изменить? Только поставив под контроль людей все эти бюджетные расходы, использование земли и других народных ресурсов. Местное самоуправление не работает. Это уже давно та же самая бюрократия. Муниципальные чиновники тоже, что называется, в доле. Мы считаем, что мы должны построить свое самоуправление. У нас есть традиционная форма ХАСа. ХАСа – это Национальный институт, один из разновидностей народной самоорганизации. Это и совокупность всех хозяйств села и его актив, представители. Почему наши фермеры платят аренду неизвестно куда? Почему на них люди иногда косо просматривают? Современный фермер-работяга – золотой фонд нашего народа. Он должен работать на себя и на свое село, на своих соседей. Люди, общество, ХАСа должны решать все основные местные вопросы. Публичное, прозрачное распределение земли и поступление за ее аренду, организация образования и даже здравоохранения, строительство дорог и водопровод.
исследования показывают, что там, где за местную инфраструктуру берутся сами люди, дороги, водопровод, электричество, все есть. А там, где это остается на попечительстве администрации, есть только бумажные отчеты. У нас в работе сейчас подробная программа реформ, мы ее в ближайшее время будем публиковать. Но главное в ней это самоуправление и федерализм. Мы сейчас не будем подробно обсуждать все в деталях, но для нас очевидно, что и в городе, в образовании, в том числе в изучении родного языка, и в нормальной медицине, и в порядке на улицах, если кто и заинтересован, то это сами люди. Родители школьников, родственники больных, наши старшие в семьях, которые хотят слышать родную речь внуков. Именно поэтому мы поднимаем проблему самоуправления и федерализма. Вопрос можно? Отдельные вещи говорите, да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, у черкесов сколько республик? У нас три республики. Мы считаемся, неофициально мы разделенный народ. Это Адыгея, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. То есть мы разделены на три республики. Также это Шапсуки, то есть на Черноморском побережье Краснодарского края, в районе Армавира тоже три села в Краснодарском крае. Это в Моздокском районе, это в Ставропольском крае. То есть в 5 субъектах Российской Федерации, живя на своей родной земле, мы разделены. А татары насколько разделены, интересно? На 50? В Турции. Кроме этого, еще 90% нашего народа сейчас проживают за границей в 5 странах мира. А ваши земли исторические какие? Можно? Это Ставропольский край, Краснодарский край, Адыгея, часть Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. Кто не высказал, пожалуйста. Еще дополнение. Шаукят Джамниханов, Москва. Вот мое видение такое, что я хочу сказать, что права наши, многонационального народа России, народов России, вот мы здесь много обсуждали, но без защитить права, без пропорционального квотирования представителей народа в высших органах власти мы это не решим никаким образом. Никакие партии, ни общественные движения ничего не сделают, потому что решается в органах власти. И это, так сказать, с Госдумы до района, области должно быть адекватно понятие такое, что участие, пропорциональное квотирование. Без пропорционального квотирования мы не решим этого вопроса. Вот нужно поставить вопрос об этом. Как это сделать? Ну, поднимать вопросы эти нужно. Обязательно, чтобы доводить. Потому что без квотирования мы не сделаем. Вот я просто говорю на примере. По Москве, по Нижегородской области. Здесь нет участия представителей народа. Пропорционально. Нету. За нас решают другие народы. То есть один народ решает. И вот я считаю, что противовес централизации власти только через пропорциональное квотирование представителей народа в высших органах власти, начиная с Госдумы. Понятно мысль. Нет, я все-таки хочу... Это проблемный вопрос, поэтому этот вопрос в мире решается через Палату национальности. Палата национальности формируется по такому принципу. Один голос, один национальность. Ну, я сказал, высших... Тогда нужно вносить изменения в Конституцию. Да, естественно. Потому что если он не будет прописан в Конституции, это будет само собой разумеется. Ну, этот вопрос тоже требует Конституции. Я не только сказал, и региональных тоже. Пропорциональный не решает. Я еще хотел сказать вот что, значит, в резолюции надо указать о том, что страна скатывается в унитаризм. И это очень опасное явление. Так? Вот, дальше, значит, вот мы
у нас очень большой пузырь такой получился в федерализме, образовательный, как бы, значит, это самое. А мы другие стороны как бы не очень хорошо рассматриваем. Хотя мы знаем, что у нас большинство регионов России, в принципе, они же русские, да. Значит, они тоже должны быть в этом заинтересованы, правильно? Вот. И поэтому надо нам, конечно, надо понимать, что основой федерализма, значит, должна быть все-таки экономика лежит в основе. Так? Правильно? Иначе страна просто не будет существовать. Надо искать экономические основы сближения и всех позиций. Вот. И в этом отношении нужно сказать, что не только язык, но, в общем-то, и культура является вот тем же самым вот, как бы, критерием экономическим. Культура также влияет на экономику, как и все остальное. Понимаете? Мы как-то все время упускаем, мы превращаем людей в роботов, а на самом деле культурная составляющая, ну вот, допустим, Татарстан, значит, он показывает свои, значит, достижения в экономике, и большей части за счет культуры, за счет внутреннего какого-то вот настроя, насчет образования и так далее. Вот. И в части культуры надо сказать и об истории. Вот в России сейчас у нас прерывистая история, которую изучают школьники. А исторический процесс очень важен. Он должен быть непрерывным по всей стране. Значит, были одни эпохи, они сменялись другими эпохами, так? Вот. У каждого народа есть своя история, так? И причем очень даже великая, большая история. И эта история должна быть частью истории России. Иначе мы единого государства не построим. Поэтому в федерализме должна быть единая непрерывная история, вот по времени, которая растекается. Там были и те, и другие лидеры. И поэтому, значит, почему бы Чингисхану не быть вообще-то историческим персонажем России, который родился в Читинской области, вроде бы, как говорят. Так? Ведь это тоже, значит, Россия должна быть гордиться такими историческими персонажами. Так? Да. Он вот. еще основатель России. Да. А Батыхан то же самое, значит, казаки даже хотели ему памятники ставить. Вот чем мы должны гордиться. Мы должны гордиться своими историческими корнями, и культура России должна состоять из культур различных народов. Объединять эти культуры. Вот это тоже как-то надо подчеркнуть, это является основой федерализма. Если мы вот, допустим, да даже вот возьмем черкесов, ведь это же Пятигорск, ходите, посмотрите, там это все завуалировано, и как бы нету. А исторические памятники говорят о другом. А топография наша. Посмотрите, топография России-то, она же красноречие документ. Не, она еще искажена, со страшным. Она искажена, ее старались искать, но это все равно она до сих пор еще не до конца не могут исказить ее. Потому что везде есть и московки, как это самое говорят, разные, значит, эти самые, и токмаки вот есть. По всей территории России почему-то они расположены. Это неспроста. Вот поэтому вот надо бы, конечно, нам тоже... Не сойдемся, мы считаем, что Финно-Угорская... Возможно. А кто против? Я не говорю, что она татарская. Мы внесем в резолюцию часть о развитии национального исторического самосознания, восстановления исторического. Полноценный подход к культуре. Можно я добавил? По 2 минуты. Вот я согласен полностью по поводу истории и еще бы добавил литературу. Вот история у нас, к сожалению, российская история в школе изучается, если даже брать историю Башкортостана, изучается с того момента, когда она вошла в состав русского государства. То есть она до этого что, не было истории, что ли? Башкиры бросились в глаза русских. То есть у татар также, то есть у других народов также. Но она же должна изучаться, они же давно живут на этой земле, то есть должна изучаться с древнейших времен. Это раз. Второе, литературу взять. Если вот на то пошло, скажем, я вот придерживаюсь такого мнения, что если вот русская литература, она как предмет обязательный для изучения. То есть мой, допустим, сын или дочь, допустим, в школе изучает русскую литературу, русских писателей, русских поэтов,
А в то же время у нас же есть свои классики, свои башкирские писатели, башкирские поэты. То есть они не изучают. Может, тогда и литературу надо сделать по выбору. Допустим, я бы, например, я понимаю, что русская культура, она очень великая, действительно, да, мировая. Но у нас есть своя культура, которую я хотел бы, чтобы мой ребенок знал ее. Я не могу и дома, допустим, только передать. Это учить стихи, читать классиков, это должны преподавать учителя, которые закончили для этого специальное образование, получили. Поэтому. Кстати, литература преподается только в нашей стране. Больше нигде в мире такого предмета нет. Потому что он идеологический. Да, и литература это один из таких предметов, который идеологически. Единственная страна из Англии, где выпускник должен знать 2 произведения Шекспира. Вот и все. Идеологически сознательно внедряется ученикам именно ассимиляционный процесс через литературу. Хорошо, спасибо. У Ивана Ивановича есть вопрос, пожалуйста. Так, во-первых, сообщение, так? Значит, в июле в Якутске будет проходить международная конференция «Сохранение языков народов мира и развитие языкового многообразия в киберпространстве», ну и так далее, там контекст, политика, практика. Это, в общем, странное какое-то название, так? Но, в общем, она будет. Так, это как бы называется, международная. Где размещена информация? Ну, Где размещена информация? Я перекину на демократическую группу, так? Вот. Ну, тут особых, так сказать, надежд, в общем, организовывает наше правительство и вот такие вот люди. Но, тем не менее, я должен это объявление дать. Может быть, кто будет участвовать, пожалуйста. День тут еще не приведен, не уточнен. Так, в июле сказано, в городе Якутске. Это первое. Второе. Марат Фадышевич, вы сами знаете, да, многие, может быть, здесь не все знают, так что подходит к концу эпопея по ФГОС, ну там голосование было и так далее, значит, это мы пережили, но сейчас будем уже как бы пожинать плоды, так? И я, к сожалению, не очень хорошо знаю ситуацию, так? Но, значит, тем не менее предлагаю, чтобы Марат Фазыхович возглавил вот это нашу, так сказать, нашу защиту в ФГОСе родных языков, государственных языков. Так было много предложений, ну вот Якутии, там Татарстана и так далее были предложения в ФГОС. То есть это решающий момент в обучении. Поэтому надо, по крайней мере, вот, создать группу, WhatsApp-группу, да? Вот. Значит, активно работали Айрат, по-моему, Руслан тоже содействовал, так? И вот из Якутии были, но другие, я думаю, наверное, не были к этому приобщены, поэтому просто не знали. Вот давайте мы создадим этот центр, мы еще, есть вот какой-то отрезок времени, во время которого можем мы действовать. Я правильно говорю, да? Я отвечу. Да, и так как это, значит, как говорится, больше мне слова не будет предоставлено, я просто что хочу сказать. Сегодняшний разговор был очень-очень обстоятельным, так, было очень много идей, было много, правда, и эмоций, вот, но и мыслей, и идей. Поэтому надо считать это все-таки вот таким начальным, как бы, да, ну, считая и прошлый год, естественно, так. Но теперь нам надо развивать вот этот разговор. Вот этот разговор надо развивать больше и шире. Микрофон дайте, пожалуйста. Марат Владимирович, хотели ответить. Если можно, коротко. Коротко сейчас отвечу. По федеральным образовательным стандартам ситуация следующая. Механизм там такой. Там есть рабочая группа, созданная Министерством образования. Они выставляют федеральные образовательные стандарты на обсуждение в интернете. Это в обсуждение в интернете для педагогической общественности. Мы туда все мнения записали, но решает рабочая группа. И включить, и не включить. И еще один нюанс, это не новый ФГОС, а новый вариант ФГОС. Эта картину меняет серьезно.
Потому что новые федеральные государственные стандарты должны пройти экспертизу национально-региональную в республиках, обязаны пройти. А новый вариант не обязан пройти. Поэтому все наши предложения сходятся в рабочей группе. Рабочая группа как будут решать, я вам скажу. Вот эти новые варианты федеральных государственных стандартов были выставлены на обсуждение в 2017 году. Тогда представители Республики Татарстан смогли разгромить этот новый вариант, так как он не соответствовал законодательству Российской Федерации. Мы все это по пунктам расписали. После этого в 2018 году внесли изменения в законодательство, которые привели в соответствие эти варианты ФГОС. Поэтому вы пишите, не пишите эти ваши предложения, если они под ФГОС этот изменили законодательство Российской Федерации, и вы судьбу ваших предложений представляете. А они выставили эти новые варианты ФГОС без единого изменения, даже слова не поменяли. То, что было выставлено в 2017 году, выставили в 2018 году, но теперь они уже соответствуют закону Российской Федерации об образовании. Другое дело, что этот закон не соответствует Конституции Российской Федерации. Мышеловка готова. Но я обращался в Госсовет Республики Татарстан. Ну, неофициально, конечно, официально я не могу, но вы сами представляете, закон этот могут подавать Конституционный суд только Государственный Совет Республик. Ни один Госсовет ни одной республики, я вас уверяю, Конституционный суд не подаст этот закон. Ни Башкирии, ни Татарстан, ни Чувашии, ни Мордовии, ни другие республики. Никакая. Потому что вы сами представляете, у нас депутатов нет. Да, они все назначенные люди. Демократический конгресс народов можем критиковать. А? Какое право нам дано, мы критиковать можем. Критиковать мы можем. Критиковать мы можем, да. Публично можем критиковать. И вот вместо того, чтобы писать предложение в ФГОС, который никто не примет, я предлагаю все-таки в резолюции включить, обратиться публично к Государственным Советам всех республик, подать в суд антиконституционный закон о образовании, изменении. Они антиконституционные, все обоснования есть. Они написаны юристами, они готовы все варианты. Даже с экспертами международных юристов они написаны. Так что со всех точек зрения. Но вот я думаю, что обращаться надо, потому что народ должен потребовать у своих депутатов защиты. Нет, это может, для этого вот этот закон в действии должен нарушить мои права, это мы еще через год только подадим. Но тем не менее, это не исключает обращение в Государственные Советы республик. Хорошо, спасибо. Они непосредственно могут, потому что сейчас начнется следующее. Республики начнут менять свой закон об образовании под этот закон. Они обязаны, они уже в 2019 году к концу этому, наверное, приступят. Уже республиканские законы будут приведены в соответствии с законом Республики Российской Федерации. Предложение я не буду. Проект резолюции, тут обозначено 6 пунктов, в основном говорящих о необходимости противодействовать, признать несоответствующим, считать неприемлемым. То есть речь идет о борьбе и о попытках одолеть некую стену. Ну, прежде всего, речь идет о чиновниках России. Я предлагаю включить в эту резолюцию некий отдельный блок, состоящий из предложений, которые не касаются ни политиков, ни законов, а касается только общественной деятельности, просвещения, гуманитарной области. По опыту работы, 16-летней работы фонда Эльбрусовит могу сказать, что, допустим, за эти годы более 100 фильмов, мультфильмов было озвучено на родном карачаево-балкарском языке. Существует более десятка приложений для детей разных возрастов. Существуют иные способы
популяризации родной литературы, озвученные тексты книг разных. Да, и также есть короткие, вполне усваиваемые молодыми людьми формы, доносящие какие-то особенности языка. Последние совсем технологии в этой области позволяют уже монтировать мультфильмы. Эти мультфильмы можно делать на основе национальных сказок тех же, и небольшими короткими метражом издавать их и распространять. Мы должны идти туда, где сидит молодежь. Не вытаскивать их оттуда. Не пытаться привлечь к литературе, к каким-то очень важным и, возможно, очень умным текстам, как в книгах, так и на телевидении, где бы то ни было. Мы должны идти со своими новыми, современными технологиями туда, где сидит молодежь. По поводу авторских прав. Мы, когда начинали эту деятельность, обращались в представительство голливудских компаний в Москве. Мы пробивались и требовали от них: дайте какую-нибудь бумагу, что мы не нарушаем права. Они спрашивают, о каком тираже идет речь. Ну, 20 тысяч, 30 тысяч. Смеялись. Нас вообще такие суммы не интересуют. Делайте, что хотите. Да? Да, абсолютно. Вы можете, да, абсолютно. Вы можете просто эти 20-30 сделать, раскидать везде, а там уже они скопируют. И сделать из этого может быть миллион. Понимаете? Надо в этой области призвать общественников, призвать предпринимателей, у которых есть возможность, на самом деле небольшие деньги, да, вложиться в этот проект. Это будет очень эффективно, поверьте. Хорошо, спасибо, очень действительно дельное предложение, но я, если можно, да, скажу, почему резолюция в таком формате, потому что вот конкретно эта часть, она адресуется органам власти, а по вашему предложению мы можем сделаем отдельно, да, то есть вот, опыт общественных организаций, мы сделаем ее как обращение уже ко всем. Да. И, кстати, можно обратиться и к нам сюда, да, за помощью, за консультацией в этой области. Накоплен большой опыт, у нас есть люди, умеющие это делать. Пожалуйста. Да, мы можем даже, может быть, соединить вот на площадке. Я вчера был на телевидении, у нас есть татарское телевидение, да, детское открыли, Шаян ТВ. Да, я слышал. Значит, они тоже очень долго бились относительно прав, там, переводы мультиков, потому что производить свои мультфильмы, ну это, понятно, не по силам даже Татарстана. Поэтому могут смотреть на территории России, да, также. А часть мультиков уже не могут смотреть все люди, которые находятся в пределах России. То есть там вот есть такие нюансы. Мы можем вот вас свести, чтобы вы тоже не сталкивались со всеми этими сложностями. Ну, я думаю, мы подготовим какую-нибудь общую, как бы, аналитическую справку, записку по этому поводу. Действительно хорошее предложение. Ну и я предлагаю, мы близимся к завершению, потому что мы работаем больше 4 часов. Когда оставить слово Айрату Файзрахманову, одному из соорганизаторов. У меня есть одно частное мнение. Послушайте, пожалуйста, старого человека и этнолога. Здесь этот вопрос не возник, но он висит. Если бы тут сидел Максим Шевченко, у нас был бы представитель русских и украинцев. У нас отсутствует русское сообщество. Между тем, это очень важное сообщество, очень важное. И мы не должны отдавать русских под имперский фундамент. Вот я предлагаю в дальнейшем серьезно подумать, как включить сюда русских в наше поле. Это очень важное дело. Это частное мнение. Такие же наши братья, как и все остальные здесь присутствующие. Кто-то хочет сказать, кто-то ведь не высказал. Не, можно потом в частном порядке, чтобы у нас. Давай. Надо сказать, мы позвали многие политические партии, звали и депутатов, и членов Совета Федерации. К сожалению, как такового представительства этого нет здесь. Вот. Я просто некоторые моменты хотел обозначить как в качестве для себя итога, и может быть итога для всех. Ну, действительно, часть резолюции, наверное, это еще и обращение, должно быть обращение к народам, к тем организациям, которые мы представляем, а именно и то, о чем говорил Ильяс Богатырев, и
вот что вот здесь какой минус вот в нашем сегодняшнем представительстве? У нас нет юристов-конституционников, с ними нужно работать. Нам нужно, возможно, какой-то формировать экспертный совет при Демократическом конгрессе и экспертный совет в целом, экспертов использовать чаще в своей деятельности, ученое сообщество, и использовать существующие механизмы. У нас механизмы общественных палат. Понятно, что они не рабочие на данный момент, но мы имеем возможность формировать экспертные советы при общественных советах республик, субъектов, комиссии различные. Вот эти механизмы хотя бы нужно пользоваться. И вот то, о чем здесь говорилось, о популяризации тех сведений, о которых мы здесь говорили, в том числе через эти механизмы. За федерализм. Что такое, да. И я думаю, вот всем вот этим экспертным умом, который здесь есть, мы можем создать такое нечто коллективное. Кто-то больше несет, кто-то меньше. Один тезис от одного народа, другой тезис от другого народа. Но я думаю, этим тем самым мы и донесем мысль и до представителей русского народа, до федерального центра. Вот. И наша цель пока, главный механизм работы, главный инструмент пока у Демократического конгресса остается информационная функция. Вот. Поэтому все материалы, которые у вас есть, которые у вас происходят какие-то процессы, пожалуйста, выставляйте в группе, в чате, да, у нас WhatsApp-ский чат, включайтесь в этот чат. С чата мы уже потом все копируем в группу Демократический конгресс. Нам нужно наращивать информационную составляющую. Завтра у нас конференция, и у нас многие темы будут иметь продолжение, наверное, в том числе и вот то, о чем говорил Илья Богатырев, да, вот у нас Артем Малых и я организовали встречу по языковым инициативам в Поволжье, да. Такую работу надо на самом деле продолжать. Мы мало общаемся, на самом деле, мало знаем практики друг друга. И ничего нам не мешает. Тему надо делать. Там, да. С языковыми проектные сессии. Другую с теми, кто делает кино, третью с теми, кто там, театром занимается. По группам. Да, но это вот как раз орг-вопросы, о которых мы можем завтра во второй половине конференции обсудить. Да. Наверное, даже больше времени уделить орг-вопросам. Да. Важнейший вопрос — это консолидация политических сил, прежде всего, вокруг федерализма. Еще одно по резолюции я предлагаю все-таки на основе обращения черкесского общества сделать обращение народам Российской Федерации. Да, вот мы это у них язык подходящий, хороший, и его чуть-чуть отредактировать. И кроме того, резолюцию надо добавить, я сидел, думал, написать, что мы против противопоставления русского языка языкам народов России. Отличная формулировка. Тогда, если это последнее предложение, я предлагаю вот за основу со всеми теми замечаниями, предложениями принять вот эту резолюцию. Мы ее отредактируем, отшлифуем, вышлем вам, разошлем средствам массовой информации. Это мы отправим органам государственной власти всех уровней. Отдельно подготовим вот обращение, то, что Илья Сапанде предложил по общественным проектам Народной Российской Федерации. И что еще? Обращение черкесов. Вот. Ну и дальше, я думаю, что этот круглый стол у нас по вопросам федерализма пилотный. Я думаю, что дальше мы сможем в том или ином составе, в том или ином виде также собираться, обсуждать проблемы, может, более узкие, да, то есть у нас сегодня был очень широкий охват проблем, понятно, что огромный блок занял вопрос, касаемый национального образования, потому что он наиболее горячий, острый, но есть и другие вопросы, вот, межбюджетного федерализма, конституционных основ федерализма. Мы когда готовили это мероприятие, мы разослали, обратились к куче экспертов по федерализму. Оказалось, что за эти 15 лет эти эксперты растворились, потому что проблематика не стоит остро, люди этим не занимаются,
Научные институты тоже уходят из этой области, да? Да. То есть те центры, которые были бы там Уфа, Казань, Якутск, тоже скукоживаются в этом плане. И оказывается, что специалистов по федерализму и нету, оказалось. Да? Поэтому мы становимся. Поэтому мы становимся. То есть нам нужно, как Айрат Хамидович правильно сказал, формировать собственную повестку, экспертную площадку и вновь ввести, как мы уже прописали в резолюцию, эти вопросы в общественное дискуссионное поле, потому что, как правильно сказал Сергей, спасение утопающих — дело самих утопающих. Всем спасибо, кто нас смотрел, кто участвовал. Очень хорошо. Да. Да. Слава включит сейчас, да? Его нет. Кто не написал электронный адрес, пожалуйста, если можно. Друзья, коллеги, кто электронный адрес не написал, чтобы мы разослали. Почему не выступили? Можно вы напишите свой телефон? Уважаемый. Так, нет, что, подай. Дай трудно. Можно WhatsApp? Эта группа очень Это здесь не работает. Там уже места нет. Вот это самое. Если вы Как вас? А, вы Шевкет? А вы завтра? Сейчас время у нас поставлено. А где вот этот доход можно найти? Там вот эти все выплаты, там и сразу.
Марат воздушных полиции. Лот Фуллин. Убер. А? О. Вот. Кстати говоря, вот у вас женщина как Куянок, Куянок. Причем, знаете, как нет, причем, знаете, Полтинский был, это, значит, полевая коза. То есть заяц это коза, которая а у всех, кто будет, это чисто наша. Это название Резяпов. Резяпов. Он доказал. Нет, у нас есть села, где кавказские. Высокие есть, они черноволосые. Завтра как заседание Дня Конгресса, да, вот когда что у нас Нет, они кавказские. И они любят на свадьбе без